секундочку. Лучше. Ага, хорошо. Я на рабочий стол с кем. Хорошо. А у ОС как не ставится? Есть президент, который сейчас включу, можно будет либо рукой держать, либо... Ну да, конечно. То есть можно ее регистрировать, да? Да, либо можно защитить, как удобно. Вот это. Да. Наша секция третья взаимодействие. Вторая секция от инженера РКС 216. Нет, наоборот, 216 это первая. И 330 это от инженера РКС. Здесь тело кривое, бывает. Презентацию Пока она собирается, я хочу подписать. У меня записывались люди для приобретения пособий у Ольги Владимировны Русиной. Кто-то здесь есть, вы ко мне подойдите, у меня пособие моего кабинета. Ну нет, меня тут не будет. Сами включите. В общем, у нас она принадлежит из 5 частей со словами. Раз, два, три. И диска. Это пособие для учителей. Я сама скажу. Давайте. Фактор не друзья мои, это не приложение ни одного школьных средств, ко мне подойдите, у меня пособие моего кабинета. Ну нет, меня тут не будет. Сами включите. В общем, у нас она принадлежит из 5 частей со словами. Раз, два, три. И диска. Святотеческим, духовным, теологическим. Это все равно, что я как историк буду рассказывать про историю с химическими терминами. Никто меня ничего не поймет. Вот. Не стойте, не химик. Поэтому нужен транслятор, переводчик языка, допустим, какого-то богословского, на язык более понятный, культурологический, популярный, светский, но в то же время основанный на наших традиционных функциях. Да? Вот такой вот трюк. Здесь 3 книги. Почему 3 книги? Потому что когда шло издание, пока можно, да, попробовать? Значит, когда шло издание, значит, стал вопрос о том, как выше, да, представьте себе такой толстый том. Это жесткие корочки, мало того, что это дороже, это главное. Нет устройства. Оно не устройство с произведением не играет. Меня выключил, но... Меня, блин. Ну, микаус, да. Включается, значит, здесь, ну, так коротко, если, да, становление, так сказать, христианства. Ну, то есть, религия сначала... Да, просто там был не выбран, не с веб-звук шел с микрофоном. Вторая, 1/3 примерно, это раннее христианство, 2/3, большая часть, это вот как раз христианская догматика, основные христианской догматики, учение о Боге, о человеке, о мире и так далее, и так далее. Вот эти люди. Дальше, завтра на семинаре я более подробно. Да, сейчас проверю, я как раз говорю, как раз проверю. И третий сюжет, третья книга, это христианская нравственность и этика и эстетика. Вот. Нравственность через
значит, через что? Через, конечно, отличие прекрасной нравственности от предыдущих вариантов, да? Самое главное другое, это, значит, юношеские и девичьи взаимоотношения, это семья, это гражданское отношение. Ну и христианское стереотип, может быть, и так далее. Дальше, слова, ну понятно, все уже говорится, да? Вот, и диск. На диске 2000 фотографий моих авторских, в том числе я очень много путешествовала по Ближнему Востоку, так получилось, когда там стреляли, я прошла в Сирию, Ливан, Иорданию, Турцию, все на свете. Вот. И вот эти все места, которые, так сказать, с этим связаны, они там начнут. Значит, презентации в первой части 60 книг, в том числе 25 книг Ильина, в последней части 60 музыкальных романов. И получается такая вот достаточно активная, значит, диск к этому делу, достаточно пожелательно. Все разложено по книжкам, все разложено по книге идут, главы, и там иллюстрация книги. Все подписано, все атрибутировано, использовать можно попасть. Рекомендовано двумя высшими учебными заведениями, на данный момент. То есть вещь подготовлена, это пособие для учителя. Основа, мне говорят, по какому предмету? По какому предмету там обучено? Ну, бывает пособие ведь учебное, если это учебное пособие, то это учебный предмет. А это пособие, в смысле пособлять, в смысле помочь учителю, его духовно-нравственное становление, его развитие, его вот этой интерпретации, как непонятного термина, который выхолащивает секулярное сознание для завтра. Переговорим, да. Подробнее мы переговорим, что в семинаре я вам покажу конкретные подмены, что случается. Я очень рада. Зачем она закрылась, но все равно не надо закрыть. Ну что, уважаемые коллеги, нет, презентации нет. Уважаемые коллеги, добрый день. С кем-то мы виделись, с кем-то мы не виделись, но в продолжение торжественного открытия рождественских регионального этапа рождественских образовательных чтений мы продолжаем нашу конференцию. Конференция является традиционной, проводим мы ее уже 4-й год подряд для нас. С таким названием, конечно, конференции по вопросам воспитания и образования проходили у нас и ранее, но конференция «Духовно-нравственные ценности в системе образования», духовно-нравственное патриотическое воспитание детей и молодежи на основе традиционных духовных ценностей, мы открываем ее и в первую очередь, конечно, предоставляем слово для приветствия нашему исполняющему обязанности министра образования, науки, молодежной политики и республики Коми Якимовой Натальи Владимировны. Хорошо, не микрофон? Просто спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, в первую очередь коллеги, друзья, соратники, потому что мы с вами сегодня собрались по очень замечательному поводу и уверена, что еще многие подойдут. Сегодня очень насыщенный день. Сегодня действительно стартовало уже в 3-й раз. Очень важное для нас мероприятие – это региональный этап рождественских чтений. Я знаю, что вы уже начали работу, и сегодня уже прошло пленарное заседание. Очень значимое для нас, для отрасли образования мероприятие, и все мероприятия, которые пройдут в эти дни, очень нужны нам и важны. В рамках этих чтений проходит конференция. Конференция уже тоже традиционная, она всегда проходит в это время. И это является очень прекрасной площадкой для того, чтобы еще раз убедиться в том, что мы делаем все правильно, послушать опыт друг друга, а самое главное понимать, что мы идем в одном направлении. Мы не можем сейчас, как лебедь, рак и щука, общество в одном направлении, государство в другом, церковь в третьем, ни в коем случае, потому что у нас с вами в наших руках, в наших душах ребенок. Ребенок, который вырастает гражданином, личностью. И мы понимаем с вами, как педагоги, что от нас зависит, какую нравственную личность мы сформируем. Но у нас с вами стоит еще очень большая, широкая задача, не только образовательная,
воспитательное, обучающее, но и просветительское. То есть мы с вами, система образования, еще и просвещаем. Причем просвещаем в первую очередь родительскую общественность. Я думаю, что нам есть о чем поговорить, есть чем поделиться. И уже посмотрела я программу конференции. Действительно будет представлен вами очень интересный опыт. Не бойтесь говорить о том, что вы делаете. Не бойтесь задавать друг другу вопросы. Не бойтесь принимать этот опыт. Потому что любой опыт, он бесценен. И те наши два уже обязательных учебных предмета, которые у нас в начальной школе, в основной школе, они тоже уже нашли свое место в нашей системе. Поэтому делитесь опытом. Я вам желаю профессиональных успехов, профессионального общения и профессиональных удач. Но в первую очередь, дорогие друзья, коллеги, я желаю вам личного счастья, здоровья, душевного здоровья. И пусть нашим детям будет всегда приятно с нами общаться, и пусть они именно от нас учатся и просвещаются и развиваются. Мы с вами должны быть образцом и эталоном культуры, духовно-нравственного развития вообще человека. Поэтому всего наилучшего, общения и понимания друг друга. Да, действительно, мы сегодня собрались, я бы даже так сказала, таким узким семейным кругом, но это обуславливается тем, что коллеги наши подойдут многие на секционные заседания, вот, и мы поэтому продолжим, да, мы должны будем начать в срок наши секционные заседания. Мы приглашаем для доклада нашего гостя Рузину Ольгу Владимировну. Да, гости из города Москвы с очень важным сообщением о комплексном идеале конфессиональном воспитании учителя, который является именно фактором профессионализма. А можно как-то не нажимать? Палочку или чем нажимать? Сейчас. Нет, это мне неудобно, я боюсь этой штуки, знаете, минуту нажмешь, что как-то вот можно на это, да? Все, спасибо. Спасибо, сейчас разберемся, да. Значит, друзья мои, значит, дорогие отцы, братья, сестры, уважаемые коллеги. Итак, духовно-нравственный идеал в конфессиональном самоопределении учителя как фактор профессионализма. Значит, вещь такая, значит, достаточно серьезная, но давайте порассуждаем на эту тему. Итак, значит, современная концепция, значит, образования предполагает формирование учащихся так называемых универсальных учебных действий, УУД так называемых, да? Вот, как способности к саморазвитию, к самосовершенствованию на основе культурной идентичности путем сознательного и активного, значит, усвоения социального опыта. Это практически цитата из документа. Как известно, система ОУД включает в себя 4 компонента: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. Не останавливаясь подробно на всех них, обращу внимание на следующее, что личностный ОУД – это та система ценностей, ценностных ориентаций школьника, которые отражают личные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира, и они призваны способствовать внутренней мотивации школьника, личной мотивации учебной деятельности, ориентации на моральные нормы и их выполнения. Фактически речь идет о формировании мировоззрения. Вот если так посмотреть на это по совокупности, речь идет о формировании помощи нашему подопечному, нашему ребенку, формировании его жизненной позиции, его мировоззренческой концепции. Итак, значит, формирование мировоззрения невозможно без нравственного идеала. Такого образа, который определяет способ и характер поведения человека, является формой целеполагания в деятельности личности. Вопрос понимания нравственного идеала является основанием и сердцевиной любой всякой воспитательной системы, так как главную задачу воспитания можно как сформулировать? Очень просто. Это передача учащимся норм нравственности, позволяющим им в любой жизненной ситуации сохранять нравственное отношение к себе, к миру, к окружающим. И вот нравственным таким идеалом кто-то должен быть или что-то должно быть, то, что его будет подвигать на это, так сказать, следование. Так вот, идеал всегда в любой педагогической системе, российской, западной, значит, революционной, России, советской, нашей, идеал всегда является всеобщей формой целеполагания в деятельности личности.
так как предполагает осознанное следование за выбранным образцом. И вот эти образцы, они как раз и предлагаются в том же курсе «Основы духовно-нравственной культуры народа в России», в каждом учебнике по-своему. Завтра подробнее на семинаре об этом поговорим с вами. Вот. В сравнении с которыми, с этим образцом, я имею в виду, в сравнении с этим образцом, определяется способ и характер поведения человека. Педагогическая значимость идеала велика. Вот здесь расписаны различные его, так сказать, педагогические составляющие. Это и цель воспитания, и средства воспитания, критерий воспитанности личности, и источник всех видов активности, и мотив для самовоспитания и так далее. Эти вещи, чтобы сэкономить времени, по-моему, я презентацию оставлю, если там что-то нужно кому-то, пожалуйста. Да? Так, дальше. Очень важны другие, так сказать, моменты, на которые следует обратить внимание. Нравственный идеал есть источник понятия о красоте, о дружбе, любви, ключ к пониманию смысла человеческой жизни. В педагогической литературе советского времени, кто тут у нас есть советского времени учителя, они прекрасно помнят о том, что всегда подчеркивалось, что человеку нужен нравственный идеал. Но, во-первых, он должен быть сугубо человеческим, потому что Бога отменили, значит, человеческим. Вот. И, значит, во-вторых, он должен быть, так сказать, достижим. И отсюда многочисленные образы разного рода положительных героев, как реальных, так и вымышленных. Но при этом, как вы понимаете, гипертрофировались достоинства и замалчивались недостатки. Правда, мы не знали об этих идеалах, мы знали только совершенство, которые у них, может быть, были, а может быть, даже и нет. И утверждалось также, что идеал обязательно должен быть достижим. И отсюда примеры тоже всякие достижения с идеалом. Но проблема заключается в том, что достигнуть идеал нуждается в замене. Потому что следующая, так сказать, ступенька роста, она должна быть тоже, так сказать, соответственно, соответствующим идеалу. И отрицание абсолютности нравственного идеала, таким образом, идеал был относительным, так сказать, той системы, которая, так сказать, определялась. Так вот, отрицание абсолютности нравственного идеала приводит к смешению добра и зла. Они легко меняются местами в зависимости от ситуации и сиюминутной потребности. И вот что происходит в наше время. Отсюда ярко выраженная современная тенденция наделения антигероя чертами, достойными подражания. И вот у нас уже появляется, условно говоря, криминальный талант, как идеал для подражания. Вот. Или, например, так сказать, борьба со злом при помощи еще большего зла. Вот сколько угодно таких примеров в современной литературе, кинематографе и так далее. Подлинный же идеал, он недосягаем, хотя стремление к нему безмерно. В официальных документах, касающихся вопросов образования и воспитания, начиная так ярко совершенно с 2009 года, почему эта дата взяла рубежную, потому что вы знаете, что в 2009 году были экспериментально впервые, значит, поставлены вопросы о преподавании основ религиозной культуры и светской этики. И вот пошли документы с этим связанные. Так вот, начиная с 2009 впервые после крушения советской системы вводится понятие о нравственном воспитательном идеале, базовых национальных ценностей и укладе школьной жизни. Я сегодня на plenaре об этом говорила. Вот эти три важных понятия: нравственный идеал, базовые национальные ценности и уклад школьной жизни. Это предполагает, что необходимость выстраивания воспитательной системы, включая все формы, так сказать, формы школьной работы, предметную, внеурочную, внешкольную, не на идеологическом, а на ценностном основании. Идеологическое основание рухнуло с падением, так сказать, системы. Появилось вот это новое аксиологическое ценностное основание. То есть вокруг каких ценностей мы будем группировать всю нашу, так сказать, воспитательную систему. Однако, указывая на важность базовых национальных ценностей в развитии личности, документы не определяют сами эти ценности, так как в современном обществе вообще и в педагогическом сообществе в частности представления о них противоречивые. Вот Наталья Алексеевна сегодня в своем выступлении, значит, говорила об этом, что мы консенсус как найти. Да, действительно, нету, разные подходы. Почему? А потому что в педагогическом сообществе, в частности, представления противоречивы. Это связано с деилогизацией подсоветской действительности как следствие провозглашением идеи духовной свободы. Каждый волен верить в то, чего он считает нужным для себя, что важно, ценным и так далее. В практике школьной жизни эта идея была дополнена несколько ранее, слава богу, мы от этого отошли, рыночными отношениями, появился сервисный характер образования, и отсюда, так сказать, вот деологизация, и ценности каждый выбирает сам. Однако, как вы понимаете, воспитательного вакуума не бывает в реальной жизни.
Не бывает. Любой человек постоянно стоит перед нравственным выбором. Всегда, ежеминутно. Я уже не говорю ежечасно, ежедневно и жизненно. Постоянно. Перед нравственным выбором. И самоопределением по отношению к добру и злу. Что является критерием вот этого самого выбора? Что является, значит, нравственно ценным, а что является тем, что можно, так сказать, не обращать внимания. Либерализация общественной жизни, идеал духовной свободы, не имеющий нравственных скреп, породили в современном обществе расцвет релятивизма и, как следствие, подмену педагогических понятий и нравственных категорий. Я про релятивизм сейчас позже скажу, но хочу сказать следующее, что если наши бабушки пережили эпоху воинствующего атеизма, если мне по своему возрасту, так сказать, своего окончания там института и прочее, досталась, значит, эпоха научного атеизма, когда нам с научных позиций доказывают, что Бога нет, то теперь современная молодежь наша оказалась в ситуации релятивизма. Это философия нынешнего дня. Это независимо от нас, это само собой, так сказать, так, в силу разных обстоятельств. Что такое релятивизм? Это убеждение, что нет единой истины, одинаковый для всех людей, а есть множество истин, удобных, полезных, убедительных для одних лиц и групп, но неприемлемых для других. Поэтому для воспитания предлагаются относительные идеалы, которые выбирает сам человек. В таком случае единого нравственного закона для всех нет, и каждый сам себе законодатель. И сообщество таких законодателей регулируется только чем? Юридическим законом, внешним законом. И больше, так сказать, ничего не должно регулировать. Но здесь мы наблюдаем ряд противоречий. Почему юридического закона, внешние нормы недостаточно для регулирования нравственных начал любого общества, будь то семья, будь то школа, будь то в целом государство, недостаточно. Почему? Потому что имеется ряд противоречий. Во-первых, правовые нормы не решают нравственных проблем. Они что делают? Они только лишь урегулируют конфликт интересов. У нас с соседом разный, так сказать, конфликт интересов может возникнуть. Я играю на скрипке, ему, понимаете, на завод рано утром вставать. Вот у нас закон урегулировал наши взаимоотношения. Чисто внешний конфликт интересов возник, так сказать. Да? Во-вторых, всегда в таком случае есть соблазн двойной морали. Если никто не видит, то закон можно и нарушить. И, наконец, если нет внутреннего ограничения. И, наконец, в-третьих, внеконфессиональная этика, определяя источник происхождения нравственного идеала в сознании индивида, говорит о его стихийности и изменчивости в зависимости от ситуации. Вот сегодня это полезно, а завтра это вредно. Вот сегодня я это делать не буду, а завтра я, так сказать, готов это защищать. Несформированность нравственного сознания и нравственной рефлексии порождает конформизм, который характерен. Вот почему мы порой, так сказать, возмущены тем положением, которое есть в молодежной сфере. Потому что фактически отменяется любая нравственность путем вот этого конформизма. В отличие от безрелигиозной, конфессиональная этика всегда имеет абсолютный нравственный идеал, абсолютный, который существует вне человека. Дело в том, что противоположность добра и зла и отсутствие добра начинается тогда, когда в я сейчас поясню, я скажу сначала так по-научному, потом по-простому. Значит, когда в индивидуальном сознании зло становится относительным. Когда, зная, что вот это выбор мой нравственный, он на самом деле безнравственный, но я для себя лично, я не экстраполирую на всех, я говорю про себя, что лично я его оправдываю. 25 причин есть на то, почему мне совершить аборт. 25 причин есть на то. И я это делаю, хотя я знаю, что это неправильно. И я никому не говорю, чтобы быть последовательным. Но уже в самом этом факте нравственная альтернатива сделала зло относительным моего выбора. И поэтому добро тоже теряет свою нравственную ценность и нравственную чистоту. В таком случае, как писал Пушкин в известном, так сказать, стихотворении «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» Добро и зло все стало тенью. И каждый выбирает, так сказать, и оправдывает ту или иную свою позицию. Отсутствие возвышенных идеальных стремлений меняет эталон собственных действий, приводит к исчезновению понимания абсолютности соблюдения моральных норм, что искажает природу человека и увеличивает статистику негативных явлений. Секулярный гуманистический идеал всесторонне развитой личности не может быть абсолютным, хотя бы потому, что ограничивает пределы существования этой личности земным ее бытием. Возведение в абсолют принципов правового государства тоже не решает нравственных проблем,
И я пыталась показать, и завтра на семинаре я еще подробнее об этом расскажу. Потому что юридический закон пытается регулировать конфликт интересов. Более того, юридический закон всегда необходим и всегда действует только там, в том сообществе, где нет нравственных законов. Где есть нравственные законы, юридический закон фактически, так сказать, он лучше становится ненужным, потому что есть внутренний, так сказать, побудительный мотив несовершения преступления. Базируясь на протестантской этике и абсолютизируя естественные потребности человека, современное гуманистическое секулярное мировоззрение допускает нарушение. Вот это самое страшное, что мы сейчас имеем. Это нарушение нравственной нормы, если это не противоречит юридическому закону. То есть курю в отведенном месте, аборты не у бабок, а в соответственном учреждении. Там честный бюргер может сходить, так сказать, на сторону вполне известном учреждении. Ничего от этого. То есть придается, более того, существование человека и общества, как полагают такие секулярные гуманисты, невозможно без мелкого греха, без такого нарушения, потому что изначально после грехопадения нарушена была не только образ, но исчез образ и подобие. И человек не может ничего сделать с этим. Святость не может быть его идеалом. Он должен только что делать? Уметь контролировать степень своей греховности. Не курить в неподложном месте, не делать этого, а вот есть отведенные места. Поэтому, естественно, обратите внимание, это очень важно, свойственным человеку становятся такие мелкие слабости, как курение, супружеские измены, пьянство, аборты, которые допускаются в определенных местах и в специальных учреждениях. Это придает им особый шарм и формирует понятие о культуре потребления. Культуре потребления греха, по сути дела. Культуре потребления. Соблюдение чувства меры – это уже не грех. Это искусство. Появляется иллюзия, что его можно контролировать. Но в православном понимании нет такого желудя, в котором не было бы дуба. Это не мои слова, это прекрасные слова, которые сказал владыка Иоанн Шаховской в знаменитой своей книге «Апокалипсис мелкого греха». Очень рекомендую. Так вот, в православном понимании нет такого желудя, в котором не было бы дуба. То есть даже самое малое отступление от нравственного идеала разрушительно для человека, так как появление одной страсти ведет неизбежно за собой появление всех остальных. В этом одно из коренных отличий секулярного гуманизма от православия, потому что первый, то есть секулярный гуманизм, полагает, что хоть человек и высшее существо, но святость не может быть его идеалом, так как борьба с собственным естеством невозможна. Собственное естество настолько греховно и настолько, так сказать, оно сроднилось с этим грехом, что бороться с этим невозможно. Надо контролировать, держать себя в руках. Православие же утверждает, что только идеал святости может быть достоин замысла Бога о человеке. Поэтому духовное воспитание человека должно быть направлено на его спасение, словечко только богословское, плохо понятное в секулярной аудитории, скажу по-другому, восстановление единой связи жизни с Творцом, утраченной после грехопадения прародителей. Поэтому смысл воспитания – это, говоря языком богословским, обожение человека, обретением образа и подобия Бога, а говоря языком нам, может быть, более понятным, это обретение для него лично значимого абсолютного идеала. В православной культуре нравственный идеал обладает абсолютной ценностью и абсолютной святостью, так как Иисус Христос явил меру совершенного Бога и совершенного человека. И вот здесь очень важный вопрос. Самоопределение человека. Самоопределение, именно самоопределение. Сказать, кто ты есть, во что ты веришь и какие твои идеалы, может только сам человек. Никто за него это сказать не может. Учитель может ему предложить, учитель может ему показать, но в руководстве своей собственной свободы человек будет выбирать. И поэтому самоопределение человека по отношению к нему, к Христу, к идеалу абсолютному, и есть внутреннее признание или отрицание высшей ценности православной культуры. Традиция нравственного воспитания в русской православной педагогике основывалась на понятии идеала совершенного человека. Идеал совершенной святости был явлен Иисусом Христом. Поэтому вся православная культура христоцентрична. Этот идеал достигнуть простому человеку невозможно. Но через уподобление ему, его святым, он может совершенствоваться и определять истинность своих поступков. Поэтому не случайно жития святых в дореволюционной русской культуре были любимейшим домашним чтением, так сказать, для всех. Потому что это простые земные люди, которые смогли преодолеть в себе это земное притяжение, в кавычках выражаясь так абстрактно, да, и преодолеть в себе вот эту свою природную греховность.
Но важный вот еще вопрос, тоже нас касающийся педагогов светских учебных заведений. Знание моральных норм – это лишь предпосылка нравственного поведения, критерий оценки поступков. Ведь, понимаете, идеал тогда станет нравственным эталоном, по которому формируется позитивная жизненная программа, только тогда, когда он внутренне принимается человеком, как психологи говорят, интернируется, когда он внутренне принимается человеком. То есть, когда он приобретает личностно значимый смысл, когда он станет действительно важным для человека. Вот это наша задача. Не просто рассказать, но еще помочь личностно знать. А как? Поэтому одна из главных воспитательных задач – формирование личностно значимых идеалов. Они формируют нравственное сознание и поведение. И вот только наличие абсолютных, вечных ценностей может обеспечить сохранение нравственного здоровья человека, потому что относительные ценности этого не дают. Именно этот выбор между абсолютным и относительным личным нравственным идеалом предстоит сделать и нам с вами, учителям, для достижения цели формирования этих самых личностных ОУД. Вот как бы мы тут не пытались с вами обойти, но факт имеет место. Нам надо помочь формировать мировоззрение. Значит, в условиях реализации современной концепции воспитания на основе традиционных ценностей и идеалов. Но нравственное сознание и нравственное поведение не есть результат приобретенных знаний, а есть следствие духовно-нравственного возрастания личности, внутренней работы. Можно сколько угодно говорить о святости Христа и святости Его святых, но при этом никаким образом к этому не приобщаться. И совершенно не знаю. У меня дети, вот иногда дети, под детьми, я имею в виду студентов 20-летних своих, дети говорят, вы так хорошо говорите, что халва, что вот это все так, а как вот быть-то? Я говорю, очень просто, говорю, я могу вам назвать сколько угодно рецептов изготовления халвы, мы даже попробуем это сделать с вами сейчас прямо. Но пока мы не возьмем в рот ее, мы не попробуем и не скажем, что она сладкая. Я могу про сладость халвы говорить вам бесконечно, но вы ее не почувствуете, если вы ее не возьмете в рот. Вот в чем проблема-то. И как профессор Осипов однажды выразился, потрясающе, я это узнала, может быть, уже 20 лет назад, но меня это просто мысль его потрясла. Какая? Очень просто. Критерий любой истины – это практика. Да, говорят и ученые люди, богословы говорят, да, практика. Мы все согласны. Так вот, что интересно, говорит Осипов, чтобы попробовать, что есть Бог и что его нет, надо сделать ведь одно и то же. Ведь надо же сделать одно и то же, надо пойти и попробовать. Вы понимаете, что потрясает на самом-то деле? Так и здесь я вам говорю о том, что это не только простое знание, не просто простое просвещение как таковое о святости Христа, святых и Святой Руси, а именно духовное побуждение к духовно-нравственному возрастанию, к внутренней работе личности. Вот что очень важно. Только тогда мы сможем с вами говорить об этом. Итак, уже про 3 закона я говорила педагогике сегодня, но кого не было, повторю, и это законы, которые, так сказать, лежат в основе всей нашей деятельности. Учитель может дать ребенку только то, что владеет сам. Чего у него нет, он просто дать не может. Он готов, но он не может. Без положительного примера нет процесса воспитания. Но отрицательных примеров нельзя воспитывать, мы же понимаем, да? И в соотношении учитель и ученик по принципу сообщающих сосудов. Да, жидкость притекает из того, который выше, в тот, который ниже, пока уровни не сравняются. Запятая. Независимо от формы этих сосудов. У детей-то тоже надо что-то брать интересное, у них есть что, так сказать, взять. Нельзя сеять неразумное, глупое, временное. И поэтому учитель не может научить ребенка тому, чего не владеет сам. Можно сколько угодно долго читать учебники по столярному делу, но не взяв в руки рубанок, никогда не будешь сам столяром, и никогда твой ученик столяром не станет. Потому что это лишь теория. Является тот вопрос, очень важный для нас, принципиальный, в светском учебном заведении. Является ли конфессиональное самоопределение учителя фактором его профессионализма, фактором его профессиональной компетентности? Данная проблема имеет дискуссионный характер. Значит, не останавливаясь подробно на проблеме формирования компетенции, обратим внимание лишь на то, что среди них, наряду с другими, выделяются ценностно-смысловые и предметные. Я могу вам, если хотите, потом когда-нибудь нарисовать схему этих компетенций, у меня монография соответствующая и так далее. Но это сейчас не имеет никакого отношения. Но вы прекрасно знаете о том, что выделяются ценностно-смысловые и предметные. Так вот, ценностно-смысловые компетенции – это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентациями педагога. Предметная компетентность – это не только знание предмета, но и, обратите внимание, пишет известный исследователь Кузьмин, это
способность педагога превращать специальность, носителем которой является, в средство формирования личности учащегося. Это очень важно. В настоящее время сложилось два прямо противоположных взгляда о профессиональном самоопределении учителя в условиях, под названием условного предмета «Основы православной культуры». Предмет носит условное собирательное название, как группа предметов на едином святоотеческом, догматическом, восточно-христианском основании. Это могут быть разные. Вон, в Питере преподают, например, преподавали, по крайней мере, раньше, святыни и святочи России, так сказать. Тоже ведь предметы. Святые земли, так сказать, Коми. Это тоже основа православной культуры считать, да, вот по сути, по своей. Вот я имею в виду, почему в кавычках-то я всегда ставлю. Так вот, два прямо противоположных взгляда. Первый. Да, учитель должен быть верующим человеком, а некоторые настаивают на его безусловном прямо-таки воцерковлении. Другие говорят, что нет, такой учитель может быть и неверующим, и тем более не воцерковленным. То есть проблема конфессионального самоопределения не является его профессионализмом. Аргументы сторонников верующего учителя достаточно убедительны. Ведь не может учитель музыки преподавать музыку, если он сам не играет ни на каком музыкальном инструменте. Или иностранный язык, если он на нем не общается. Как он может иностранный язык преподавать? Значит, вместе с тем, в глазах администрации и родителей, воцерковленный учитель приобретает характер некой опасности для реализации задач курса. Почему? Потому что аргументы неверующего учителя опираются на тезис о культурологическом характере данной дисциплины, а не вероучительной. Эта дисциплина носит не вероучительный, а культурологический характер все светской школе. А раз так, то любой, кто более-менее знаком с русской культурой, может идти и преподавать. Давайте рассмотрим эту точку зрения более подробно и попробуем ответить на заданные вопросы не с внешних позиций, часто идеологических, а внутренних, с точки зрения профессиональной компетентности учителя. Начнем с того, что неверующих людей нет. Это просто миф. Вера – это и есть вообще-то характеристика человеческой индивидуальности. Просто разные люди верят в разное. Но все эти всякого рода верования в итоге могут быть сведены либо к вере в абсолютные силы и в способности самого человека достигнуть всего чего угодно, так называемый безрелигиозный подход, либо вере в то, что такими силами абсолютными обладает тот, кто выше него, высший разум, вне человека. Это религиозный подход. Других верований не бывает. Бывает еще агностицизм, который утверждает о том, что я не знаю, пока я это не испытаю. Но это уже, так сказать, отдельный сюжет. Да? В принципе, другого выхода нет. По сути, это вера в себя или вера в Бога. В данном случае мы не говорим, какого Бога, важно другое. В каком отношении находятся человек и Бог, и кто кого создал. Бог человека или человек Бог? Именно от ответа на этот вопрос и зависит понимание культурологического характера предмета. Какова диалектика взаимоотношения культуры и религии? Религия – это часть культуры или это основа культуры? Если это часть культуры, то тогда получается, что человек выдумал Бога и выдумал его таким, каким он считал интересным выдумать, почему он таким. Если считать, что религия – это основа культуры, то тогда надо смотреть, а какие основы она раскрывает. Вопрос о том, кто кого создал, не мой. Это фейербаховский знаменитый тезис о том, кто кого создал, Бог человек или человек Бога. От решения этого вопроса зависит вся антропология и все остальное. Если человек создал Бога, то он создал и религию. В таком случае она часть культуры. Тогда культурологическое содержание предмета – это что? Это рассказ о достижениях религиозной культуры, архитектуре, музыке, живописи, о значении Библии, наконец. Но если все-таки Бог создал человека, то тогда религия – это основа культуры. И содержание предмета – это рассказ о том, в какого Бога верят создатели культуры, по каким внутренним побудительным мотивам, целям, смыслам были созданы эти архитектурные памятники, произведения искусства и так далее. Что есть добро, в чем смысл жизни и смерти, каковы культурные коды и ценности, то, во что верят эти предки. Вот кто кого создал. В культурологии принято различать внешнюю и внутреннюю детерминацию, обусловленность культуры.
Внешние причины влияют, конечно, на развитие культуры, но творит ее все же человек. То есть существует внутренняя обусловленность культуры. Я завтра на семинаре попробую показать на конкретных примерах, на презентациях, какой образ Христа был в русской культуре XIX века, как художники его изображали и почему. Это есть интересный рассказ. Значит, внешние причины влияют на развитие культуры, но творит ее все же человек. То есть существует внутренняя обусловленность культуры. И творит человек культуру в зависимости от своего мировоззрения, от своего нравственного выбора, от своего понимания добра и зла. Даже если они говорят об одном и том же, даже если они говорят, допустим, о Христе, все равно этот лик и образ в русской художественной культуре XIX века совершенно разный. У Крамского один, у Ге-художника второй, там, у Иванова третий и так далее. Почему? Не только в силу художественных образов, но и мировоззрения. Внешняя и внутренняя культуры не должны противоречить друг другу, так как в иерархии ценностей внешняя является вторичным по отношению к внутреннему. Вот не случайно, например, догматические, богословские основы православного вероучения являются первичными по отношению к нравственному выбору человека. Религиозные догматы накладывают отпечаток на понимание мировоззрения, на осознание человека своего места, бытия, способ мышления, восприятие мира. Вот. Художественную культуру не случайно поэтому называют богословием в красках, храм богословием в камне. Но это не обращение в веру, а возвращение в культуру. Но не на уровне рассказа о феноменах и объектах православной культуры, идеи послушания Богу и его наказания, а на уровне святыни, что воспитывает благоговение перед Богом, а не страх его наказания. Можно сколь угодно долго рассказывать о том, по проекту какого архитектора, в каком архитектурном стиле построен храм напротив дома. Но в доме от этого ничего не поменяется, если мы не расскажем ребенку о том, по каким побудительным мотивам наши предки вообще создали этот храм. Почему он именно такой, а не другой, как, например, в католицизме или, например, так сказать, в буддизме. Ну, неважно. Почему он именно такой, а не иной. Это побудительный мотив, это ценность. Обратим внимание на важное положение. Учитель является ретранслятором культуры и хранителем ее лучших традиций. Но нельзя же преподавать, как я говорила, неразумное, временное и злое. Условием единства внешней и внутренней культуры является самоопределение человека, творца этой культуры, иерархия его ценностей. И в свою очередь определяется выбором нравственного идеала, опираясь на который человек формирует свое мировоззрение. Сейчас, подождите, что-то тут, мировоззрение. И вот вопрос теперь насчет профессионализма. Какой тип мировоззрения будет формировать у ученика учитель? Любой человек может ему дать только то, что у него есть. Поэтому учитель отдает ребенку то, чем владеет сам. Даже если педагог избегает прямого ответа на вопрос, во что он верит, его вера будет проявляться в поступках, в отношениях с ближними, в отношениях к Отечеству, в реакциях на происходящее и так далее. Его вера будет явлена через его косвенные дела. И скрывать это невозможно. Но ни учитель, ни родители не могут воспитать ребенка в тех ценностях и нравственных идеалах, в которые они сами не верят. Это двуличие и фальшь. И дети это прекрасно чувствуют. Если Марья Ивановна говорит о вреде курения, а сама в учительской смолит, простите меня, ребенок это прекрасно знает. Как бы она орбитом не заедала бы, так сказать, свои грехи, понимаете? Вот. Поэтому любые разговоры учителя о том, что вот это вредно, а сам он это совершает, это ребенок прекрасно чувствует, равно как и родители, если это делают. И вот я обращу внимание, подводя итоги, уже осталось немного. Конечно, конфессиональное самоопределение учителя остается делом его личного свободного выбора. Никто не заставляет учителя, мы говорим учителя православной культуры, да, учителя идти, так сказать, в храм и непосредственно избирать для себя, так сказать, это как идеал. Но вопрос, сможет ли он сам адекватно рассказать о смыслах и о ценностях православной культуры, если он не имеет никакого представления об этих ценностях и смыслах? Можно стать толером, не беря в руки рубанок. Становится очевидным, что прежде чем педагог станет заниматься формированием и развитием УУД и определенных компетенций учащихся, он сам должен владеть набором ключевых и прежде всего ценностно-смысловых компетенций.
которые позволяют организовать образовательный процесс таким образом, чтобы личность, метапредметные и предметные результаты соответствовали современным требованиям. А иначе будет это его собственное видение православия и духовности, которое может породить еще большие проблемы, так сказать, в недалеком будущем. В случае с ОПК учитель должен сам решить, во что он верит. Поэтому конфессиональное самоопределение учителя в системе подготовки к духовно-нравственному воспитанию школьников, по моему глубокому убеждению, является его фактором профессионализма. Благодарю за внимание. Есть над чем подумать. Уважаемые коллеги, я обращаю внимание на то, что наше пленарное заседание транслируется, да, и все наши коллеги могут посмотреть его в режиме онлайн, а также в режиме видеозаписи. И сегодня мы продолжаем. Мы приглашаем следующего нашего гостя. Представляю вам Теребихина Владимира Михайловича, кандидата философских наук, эксперта Центра наследия имени Ефима Сорокина. Извините, а время сколько? 7 минут, да? Да. Хорошо, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю Оргкомитет за предоставленную возможность выступить на научно-практической конференции, проводимой в рамках рождественских образовательных чтений. Как мне представляется, смыслообразующим эпиграфом данного актуального научно-практического форума является следующее суждение Святейшего Патриарха. Без просвещения и духовно-нравственного воспитания невозможно обрачевание социальных недугов, утверждение традиционных моральных норм в жизни людей. С научно-практической и управленческой точки зрения, как и в целом образовательно-рождественские чтения, эта конференция имеет актуальное значение для проектирования концепции стратегии духовно-нравственного преображения России, включая ее раздел «Духовно-нравственное воспитание молодежи». Я бы хотел просить Оргкомитет отразить это предложение в резолюции чтения. Актуальность проектирования и реализации данной концепции детерминируется отсутствием единого комплексного государственного стратегического документа в сфере духовно-нравственного преображения российского общества. Вот я уже вижу, что некоторые идеи для проектирования данной концепции предложены предыдущим выступающим. И я думаю, что достаточно много будет выступлений, которые можно будет взять для проектирования этой очень сложной, актуальной и крайне необходимой концепции. Уважаемые коллеги, среди ансамбля целей практической реализации концепции духовного преображения является формирование нравственного государства. У Патриарха есть целый комплекс идей и предложений по проблемам формирования этого нравственного государства. А вот эта концепция является одной из форм реализации формирования российского нравственного государства, формирования российского солидарного общества. Одной из важных целей этой концепции является смягчение негативных влияний и последствий современного антропологического, социогуманитарного кризиса современной цивилизации. Одним из составляющих этого многомерного антропокризиса является духовно-нравственный кризис. Он характеризуется нами следующим образом. Это доминирование негативных тенденций в духовно-нравственном развитии российского общества над позитивными. Это интегративная целостность относительно самостоятельных, но взаимосвязанных, взаимообусловленных антропокризисов. Кризисы нормативно-духовно-нравственного поведения населения, в том числе части элитных групп, что проявляется в безудержном росте коррупции. Это кризисы системы воспроизводства морали. Кризис институтов субъектов, которые призваны обеспечивать создание условий для духовно-нравственного развития населения, для духовной навигации общества. Это кризис традиционного института семьи, традиционных семейных отношений, нравственного кризиса информационного общества России, кризиса политики в сфере воспитания, обеспечения идеологической и воспитательной функции государства, кризиса системы межпоколенческих отношений, ценностного кризиса общественного сознания,
кризиса доверия и целого комплекса других. И вся эта совокупность кризисов, они оказывают мощное влияние друг на друга, формируя вот этот очень сложный, многомерный духовно-нравственный кризис. Следовательно, для того, чтобы принять комплекс решений для смягчения хотя бы последствий, негативных последствий, и требуется такая очень сложная проектирование и последующей реализации очень сложной, многомерной, многоступенчатой, многосубъектной государственной политики в сфере духовно-нравственного преображения. Я, кстати говоря, рекомендую нашим государственным деятелям использовать вот эту очень важную категорию преображения, поскольку она включает в себя и модернизацию, и реновацию, и возрождение, и целый комплекс других аспектов, связанных с развитием общества, и модернизацию, ну и так далее. Хочу сказать, что несмотря на снижение за последние 17 лет уровня алкоголизации, убийств, самоубийств, разводов, числа внебрачных семей, сожительств, абортов, смертности от алкогольных отравлений и ряда других индикаторов духовно-нравственного состояния общества, в 2018 году многие интегральные и частные показатели, которые характеризуют негативные процессы в духовно-нравственном развитии российского общества, в том числе в молодежной среде, очень близки к предельно критическим, допустимым значениям духовно-нравственной безопасности страны. К сожалению, в 2018 году к этим кризисам добавился еще и кризис воспроизводства населения, так называемый демографический кризис. Превышение смертности над рождаемостью. Почему так называем? Потому что, уважаемые коллеги, вот термин демография – это наука о народонаселении, правильно? Тогда, следовательно, если мы называем этот кризис демографический кризис, следовательно, кризис чего? Получается, это кризис демографической науки. И вот иногда мы, например, включаем раздел, называется в структуре, например, политики, раздел демография. Если демография, это раздел должен быть посвящен совершенствованию развития демографической науки. Поэтому должны быть включены другие категории, понятия вот к этому. Кстати говоря, патриарх считает, что кризис воспроизводства населения и даже экономический кризис имеют духовно-нравственное и нравственно-психологические основания. И финансовый кризис, и другие кризисы имеют духовно-нравственные основания. Хочу сказать, что многие тенденции и формы проявления духовно-нравственного кризиса характерны для Республики Коми. Для того, чтобы вот их в полной мере изложить, требуется примерно часа 3 для того, чтобы можно было глубоко проанализировать всю совокупность проявлений духовно-нравственного кризиса на примере нашей республики. Уважаемые коллеги, как мы понимаем и полагаем, одним из методологических, научно-практических основ проектирования и практической реализации концепции духовно-нравственного преображения российского общества и практических рекомендаций для педагогической общественности является комплекс теологических, христианско-антропологических, философско-антропологических, социологических, культурологических идей одного из выдающихся мыслителей современной России, предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Кирилла, которые изложены в 12 томах его сочинений. 12 томах, уважаемые коллеги. Каждый том – это примерно 300-400 страниц. Понятно? Для того, чтобы изложить, потребуется не один час. Кроме того, к сожалению, пока в гуманитарной науке не предложена или не обеспечена концентрация вот, в единой какой-то форме гуманитарного наследия патриарха. С учетом тематики сегодняшних рождественских чтений для участников конференции я подготовил специальный информационный материал «Святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл о молодежи, свободе, ответственности, духовных ценностях, семье, воспитании и образовании». Этот текст размещен на сайте рождественских чтений, и сайте Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, на сайте партии «Единая Россия» в блоге БНК и в ряде других материалов. Учитывая регламент доклада и публикацию материала на сайте, значит, я постараюсь только лишь некоторые аспекты патриарха изложить, которые касаются школы и ее воспитательной функции и желаемого образа школы.
Еще я буду активно использовать суждение патриарха, чтобы познакомить вас с прекрасным интеллектуальным слогом предстоятеля Русской Православной Церкви. Уважаемые коллеги, в творческом наследии патриарха большое место занимают вопросы воспитания личности гражданина как части качественного образования. По его мнению, вот обратите внимание, образование является краеугольным камнем общества и государства и одной из смыслообразующих сфер общественной жизни. В функциональном системокомплексе образования особое место патриарх придает воспитательной, аксиологической и мировоззренческой функции. Патриарх говорит, задача школы, будь то средняя или высшая, это воспитание личности. Образование есть обучение плюс воспитание. Без воспитательной составляющей нельзя всерьез говорить о целостном образовании. Патриарх говорит, сохраняя воспитательную составляющую образования, мы должны учитывать быстро меняющуюся реальность и стараться быть эффективными перед лицом современных вызовов, поскольку от этого во многом зависит не только нравственное просвещение молодых соотечественников, но и духовная безопасность всего общества. Или еще, если оценивать в самых важных категориях, что такое образование, то образование – это образ. А образ человека включает в себя как интеллектуальную составляющую, так и духовную. И когда мы говорим о подлинном воспитании и образовании человека, то всегда подразумеваем и знания, и убеждения, и нравственное поведение личности. Патриарх формулирует желаемый образ современной системы образования и желаемый образ молодого человека, завершающего учебу в образовательном учреждении. Он пишет, залогом создания по-настоящему благополучного общества является построение и развитие такой системы образования, которая бы формировала у наших молодых сограждан чувство ответственности за свое отечество, воспитывала бы их на основе вечных богозаповеданных идеалов, в любви к истории, культуре и духовным традициям народа. Патриарх полагает, что если человек в результате полученного образования становится умным, владеющим многими навыками, квалификациями, необходимыми для того, чтобы работать в будущем, и при этом он воспитан еще и в добре, и в любви, способен помогать другому, протягивать руку помощи, способным любить свою страну, свой народ, тогда мы смело можем сказать, что результат такого образования самый прекрасный и лучшего быть не может. Уважаемые коллеги, главенствующую роль в духовном возрастании молодежи патриарх отводит учителю. Он говорит, исключительно велика роль учителя в формировании духовного облика нации. Гений русской литературы, музыкального изобразительного искусства, ученые, обеспечивающие научно-технический прогресс нашей страны, нобелевские лауреаты и олимпийские чемпионы. Никто из них не смог бы достичь своих выдающихся результатов без хорошей школы, без настоящих учителей. И еще, личность настоящего учителя оставляет добрый след, который остается с учениками навсегда. Поэтому так важно, чтобы учитель не останавливался на достигнутом, пребывал в непрестанном процессе духовного, профессионального и интеллектуального роста. Я считаю, что активное творческое участие учителей в рождественских чтениях свидетельствует о том, что это пожелание выдающегося мыслителя современности реализуется в республике, что учительство региона действительно пребывает в непрестанном процессе духовного, профессионального и интеллектуального роста. Уважаемые коллеги, в завершении своего выступления я бы хотел вручить в библиотеке книгу святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла «О смыслах». Я являюсь ее автором, составителем. Рукопись этой книги была вручена патриарху во время его визита. Патриарх рукопись прочитал, сделал целый ряд правок, затем и благословил ее издание. Презентация книги состоялась в храме Христа Спасителя. Патриарх лично подписал ее мне. Затем книга была презентована на Парижской книжной выставке в Москве и в целом ряде других городов. Книга это краткий сборник идей, суждений патриарха по самым актуальным проблемам развития страны. Патриарх, да, я уже сказал, что патриарха 12-томный.
И вот во время презентации он говорил присутствующим, что, вы знаете, я смотрю вот на эти свои 12 томов изданных, и думаю, кто же их прочитает? А вот в таком формате, такие издания, такие сборники, значит, они могут быть прочитаны людьми. И особенно молодым поколением. Поэтому, значит, я с удовольствием вручаю вот эту книжечку. Кстати говоря, здесь же есть благодарности нашей епархии и многим нашим, в том числе присутствующим здесь, и архимандриту Филиппу, и Максиму Стырову, ну и так далее. Здесь есть также и о пребывании, патриарх оставил это, его пребывании, его визите в Сыктывкаре. То есть здесь есть мысли его и о Республике Коми в этой книжечке. Думаю, что она, может быть, возможно, пригодится вам для института, для учебно-воспитательных целей. Так что, пожалуйста. Спасибо, очень приятно. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить наших выступающих. Действительно, мы сегодня такими качественными докладами открыли пленарное заседание научной конференции, которая посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Нам очень приятно, что сегодня подключаются к нам все муниципальные образования нашей республики. Уважаемые коллеги, мы должны начать работу наших секционных заседаний уже в 15:00. И я знаю, что у нас есть онлайн-подключение в каждой секции. Мы работаем в 3 аудиториях. Аудитория 103, 216 и 330. И, коллеги, у меня к вам такое предложение. Для завершения я передам слово отцу Филиппу. И мы будем переходить для работы в каждую аудиторию. Коллеги, нас ждут педагоги муниципальных образований. Коллеги, я очень благодарна, что сегодня мы вместе с вами работаем со всем профессиональным педагогическим сообществом. Мы вас ждем сегодня на круглом столе, который будет завершать работу нашей конференции. Я хочу вам напомнить, что сегодня работают 5 секций. 2 секции в Вузе нашей республики, в Сыктывкарском государственном университете, они тоже уже начали работать, поэтому я прошу при возможности подключаться тоже к ним онлайн. Ну и, конечно, 3 секции работают у нас. Коллеги, я желаю вам успешной работы. Я знаю, что вы все участвуете в обсуждении резолюции нашей конференции. Я очень надеюсь, что те предложения, которые вы сегодня озвучили, Владимир Михайлович, они будут включены в резолюцию, которая будет представлена 23 ноября на закрытие рождественских образовательных чтений. Ну, я еще подарил это материал, который я подготовил специально для чтения. Спасибо. Спасибо, Михаил, спасибо, коллеги. Я хочу проанонсировать, что по решению организационного комитета будет публикация статей участников конференции. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что мы действительно увидим публикации именно в виде сборника, и по благословению, я надеюсь, мы его выпустим. Спасибо, коллеги. Я прошу завершить. Ну, давайте сделаем так, потому что доклад у меня достаточно такой широкий, я просто вам очень важный доклад, действительно, правда. Есть такое предложение, что я сейчас очень схематично его доложу, и если будет интерес, то мы тогда на секционном заседании можем более детально его заслушать. И просто для того, чтобы перейти к все, да, мы я сразу перейду к последней табличке. Да, это название доклада и последний слайд сразу. Вот табличка вот этого. Нет, коллеги, предложение какое? Кратко для всех, а на секции полноценный доклад, потому что вступление в аудиторию, коллеги, кто останется, это очень важно. Мы ждали данного доклада, поэтому я надеюсь, что доклад полноценный будет у нас. Спасибо. Дело в том, что доклад является таким исследовательским и сравниваются вопросы воспитания 19 века и 21 века. Есть сравнение с воспитанием в Западной Европе, дворянство, крестьянство, что в них есть. И очень важно, что очень много общего
между Западной Европой и Россией в XIX веке со знаком плюс и очень много общего со знаком минус. Ну, очень много таких деталей будет. Я просто хочу вам сказать, что в докладе излагается воспитание, которое предполагалось в начале и в середине XIX века. Мы с вами знаем, что XIX век – это век либеральных идей, когда появилась эмансипация, борьба за права женщин, появилась психология и так далее. Поэтому вторая половина XIX века – это уже брожение в умах, это появление уже некоторых современных педагогических практик. Поэтому все-таки я исследовал больше, наверное, начала XIX, середины XIX века. И в дворянской среде, конечно, очень много полезного и поучительного. Но в частности, я просто хотел сказать о тенденциях, что воспитывалось в дворянских детях. Во-первых, это было преимущественно домашнее обучение, в отличие от Западной Европы. В воспитании принимали участие как родители, так и гувернеры, гувернантки, которые приглашали в семью. Там давалось очень полноценное воспитание. А в школу они шли достаточно поздно. Вы знаете, что в России шли в 12 лет, а во Франции шли в 6 лет в первый класс. Это было уже отличие. Но там домашнему обучению придавалось меньшее значение, чем у нас в России. Что воспитывалось прежде всего? Прежде всего воспитывалась храбрость и выносливость, но не в том смысле, что это чисто физическое, потому что каждое физическое воспитание должно иметь какую-то нравственную мотивацию, и этому придавалось очень большое значение. Следующее, то, что был полный контроль не только родителей, но и педагогов. Ребенка контролировали на этапе домашнего воспитания, и очень строгий многоступенчатый контроль, в отличие от современной школы, был в школе XIX века. Надо сказать, что задачей воспитания, вот если коротко говорить, детей в XIX веке изначально было дача базовых знаний. Ребенка не воспитывали яркой индивидуальностью. Ему давали базовые знания, и затем, когда, получив основу, ему давалась возможность проявить свои индивидуальные способности. Это отличие от современного образования и воспитания. Мы сейчас ребенка с детских лет сразу делим одаренный и неодаренный ребенок, даем ему индивидуальное воспитание. Это большая ошибка. Ребенок выходит в среду и видит вот этот окружающий мир совершенно одинаковый, и они становятся совершенно одинаковыми, теряя все свои индивидуальные способности. И мы с вами, глядя на архитектуру, музыку, живопись современную, можем сказать, что в последнее время, если 19 век – это эпоха, нам дающая известных композиторов, прекрасную классическую музыку, живопись, архитектуру, которой мы любуемся, едем в Западную Европу, мы любуемся архитектурой 19 века здесь у нас, в Санкт-Петербурге, в Москве. И что мы видим сейчас, когда совершенно одинаковая архитектура? Шанхай, Пекин, Нью-Йорк, Москва, города все одинаковые. Если даже приезжаешь в Москву-Сити, вот сейчас я был вот буквально недавно, не знаешь, где ты находишься, или в Шанхае, или где-то на окраинах Парижа, то есть совершенно, совершенно одинаково. Это касается дворянского воспитания. Что в христианском воспитании? Коротко очень. В христианском воспитании придавалось значение, прежде всего, конечно, трудолюбию. Трудолюбие. Если сейчас Конвенция о правах ребенка считает, что труд – это рабское использование ребенка, да, то тогда именно трудолюбию самого раннего возраста придавалось большое значение. Второе, что целомудрие. Целомудрие, потому что внимательно смотрели, как ведет себя крестьянская девочка особенно. Если она была не очень благонадежным поведением, ее никогда не садили на первое место в кругу, в посиделках. Она не могла выйти долго замуж, потому что ее не брали в другие семьи. И родители, которые выбирали невест, они никогда не обращали на нее внимания. Это было очень важно именно в крестьянской среде. Это были особенности такие, которые, конечно же, обязательно особо акцентировались в крестьянском воспитании. Да, дети крестьянские не могли получать образование до того, когда не было отменено крепостное право, хотя указ Петра I уже в начале XIX века дает возможность обучаться крестьянским детям в архиерейских школах
или в специальных церковных школах. Но только избранные. Поэтому дети не могли получать образование, только после отмены крепостного права крестьянские дети начинают получать образование. Но тем не менее, в основе все-таки было целомудрие и трудолюбие. В Западной Европе, я уже об этом говорил немножко, все-таки большое значение придавалось семье. Надо сказать, что и в дворянском крестьянском воспитании, и в Западной Европе большое значение имел отец. Он был глава семейства, имел неоспоримый авторитет, как в дворянстве, в крестьянстве, в Западной Европе, особенно Франция, где отец был непререкаемым авторитетом в семье, и большое значение, например, во Франции и Италии, имело религиозное воспитание. Обязательно религиозное воспитание. Я хочу сказать, что если говорить об общем воспитании в XIX веке, то, конечно, это религиозное образование. Это прежде всего разговор о Боге, привитие нравственных качеств, и, конечно, это духовное воспитание. Это основа. Вот это было в XIX веке. Что мы получаем в нашем... Даже внешнее поведение, даже одежда о многом говорила в XIX веке, и абсолютно сейчас мы видим детей, похожих друг на друга, абсолютно не имеющих какой-то такой самоидентичности, самодостаточности. Дети совершенно универсальны, опять-таки, во всех странах мира. Абсолютно одинаково. Мы не знаем, какой ребенок идет. Если раньше по одежде можно было посмотреть, с какой страны, то сейчас мы совершенно не знаем, откуда ребенок. Это очень плохо. Это воспитание совершенно серых людей, не имеющих отличий и национальных, культурных особенностей, к чему мы сейчас стремимся и говорим об основе православной культуры России, почему мы должны дать именно нашу русскую культуру. Ну вот теперь сравним. Вот, казалось, я вам очень схематично, потому что доклад у меня большой, я готовил ее для международной конференции в Риге, и там прочитал этот доклад на 2 языках, на презентации. Вот, здесь очень схематично. Итак, что мы имеем в XIX веке? Храбрость, выносливость, о чем я говорил. 21 век. Стремление к ответственности и забота о красоте тела. Если там умение нравится говорилось о том, что делай так, как с другими, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, евангельская истина, то мы сейчас заботимся о красоте тела. 19 век. Честь, милосердие, целомудрие. 21 век. Вседозволенность, раннее половое воспитание, эгоизм. 19 век. Ориентация на идеал. Вот о чем говорила хорошо Ольга Владимировна, об идеале воспитания. Что 21 век? Успех, самореализация, слава. Больше ничего не нужно ребенку. 19 век, о чем я сказал, непреложный авторитет отца, строгое семейное воспитание, сохранение семейных традиций. 21 век. Искаженное восприятие семьи, приоритет главенства матери. Это в лучшем случае. Ювенальные технологии, завышенные права ребенка, о чем сегодня тоже говорил, и отсутствие его обязанностей по отношению к семье. 19 век. Скромность, о чем мы говорим с вами. Ребенок воспитывал скромно с самого раннего детства. Что мы сейчас требуем от детей? Креативности во всем. Во всех новых его проектах, внешний вид и так далее. 19 век. Патриотизм, любовь к отечеству. Без этого немыслимо было воспитывать дворянина или крестьянина русского. 21 век. Личная выгода, стремление жить там, где богаче и сытнее. Я вчера слушал басню «Две мухи и пчела», где как раз очень хорошо говорится о том, что мухи, которые не могут жить в своей среде, которым грязь развели и питаются одной грязью, мечтают уехать туда, где красиво. А пчела создает красоту там, где она живет. И в этом конфликт наших как раз детей, которые нагадят здесь в Отечестве и уезжают за границу. Они как пчелки трудятся для того, чтобы поднять статус нашей страны. Ну и последнее. 19 век. Духовность, религиозное воспитание. 21 век. Отрицание духовных традиций, поклонение кумирам. Вот это такие основные. И, конечно, когда мы задаемся вопросом, есть ли воспитание детей в 19 веке то, чему надо учиться в 21 веке? Ответ для себя каждый педагог и каждый родитель найдет сам. Ну, очень кратко.
мы плавно переходим здесь на третью секцию, а все остальные расходятся по своим секциям. Можно, Александр Михайлович, подключиться быстрее. Да. У нас третий уже можно просто уйти. Там перед Мика все было. Татьяна Сергеевна. Нас, я имею в виду православное сообщество, организации, политические партии, там, не пускают, потому что мы же деятельность там будем проводить. Я на следующей неделе встречаюсь также собираемся на этой встрече. Поэтому мы этот вопрос как раз и обсуждали. Мы с ними говорили встретиться. Я думаю, что это удовольствие. Ты не оставишь встречу. Да, вы должны мне потом. Все включаем. Игорь Витальевич. Отец Филипп. Я тогда уже без года сразу Игорь Витальевич. Да. Игорь Витальевич, простите, мы вот задержались, а вы еще можете, у вас еще есть время? Да. Да? Игорь Витальевич, ну вот мы сейчас вас слушаем, у нас вот сейчас состоялось тут общение еще пленарной части дискуссии. Мы на пленарной части рассматривали такие общие методологические вопросы воспитания, идеалов воспитания, современной системы образования, их требований. И сейчас мы только переходим на работу нашей секции. И поэтому вот без предисловий, поскольку у нас здесь народу осталось где-то человек 15, да, я хочу вам предоставить слово. Вот как раз у нас есть здесь специалисты из Министерства образования, к сожалению, замминистра образования тоже уже сейчас ушел, потому что по времени у него не получается. Но есть специалисты, да, и есть люди, которым не безразлично, и которые хотят все-таки понять, каким образом, да, и на основе каких законодательных оснований мы можем это сотрудничество осуществлять. Пожалуйста, вам слово. Я понял. У меня только уточнение. Слышно меня нормально? Вы без видео, да? Да, хорошо слышно вас, да. Без видео. А, без видео, да? Нет, вас видно, вот мы вас видим, вы сидите в таком красивом костюмчике. В кресле. Хорошо, а вы не включаете мне видео? А можно ему включить? Говорят, не получается. Не получается. Ну хорошо, тогда я буду иметь в виду вот этот раздаточный материал, да, который... Да, я его сейчас раздаю. Да. Вот, коллеги, тогда буквально, так сказать, по тематике выскажусь, так как мы договаривались. То есть у нас тема была именно государственно-церковное взаимодействие. Сразу скажу, что все, что говорится о государственно-церковном взаимодействии, относится и к взаимодействию с другими государственными организациями, участниками нашего образования, с предметным властям НПН. Вот.
Меня слышно нормально, потому что отбой небольшой. Да. Слышно вас? Слышно нормально. Ну, когда мы говорим о вот этом организационно-правовом аспекте взаимодействия, мы, конечно, когда с педагогами начинаем с самого основного, с базовых каких-то норм, касающихся даже международных прав. У меня в материале там есть ссылка на Конвенцию о правах ребенка. Вспоминаем факт европейский о правах и свободах человека. И указано, что государство, если оно берет на себя функции в области образования, обеспечивает, чтобы это общее образование соответствовало религиозным убеждениям школьников. Мы все понимаем, реально, что эти народные акты мало кто знает, не говоря уже как бы применять. Поэтому мы концентрируемся, естественно, на нашем принятом у нас законодательстве. Но первые, вы видели в этом достаточно материале нормы конституционные, я на них буду останавливаться, может быть, буквально два слова сказать в части светского характера образования, потому что мы в своей практике в образовании можем встречаться с тезисами, что у нас, например, государство светское, и потому что там дальше творятся какие-то, значит, выводы или значит, положения. Ну вот у нас государство светское, и только вот эта 14 статья, она и характеризует эту светскость. Отделение религиозных мнений от государства, то есть это самостоятельные правовые субъекты, и отсутствие государственной или обязательной идеи правильности всех религиозных мнений перед законом. Все остальные трактовки, значит, вывод светскости, они не принимают. Далее вот федеральный закон. С 2012 года установится эта бедная область. ОРЦ, я могу говорить, да, речь, коллеги. Вот, хочу, кстати, сказать, что это именно та, которая сейчас более актуальна в части развития воспитания в школе, основной духовно-нравственной культуры, также это именно то содержание воспитания, которое у нас наиболее актуально, и я всегда представляю педагогов, коллег, которые причастны к деятельности и имеют отношение. Кстати, православных участников нам сегодня с днем собора всех сил, что как бы всем нам с вами способствует в нашей работе. Значит, переходим к закупу. Смотрите, он не принят был в связи с введением ОРЦ, таких формулировок, о которых мы говорим, закладывают как бы основу взаимодействия, нормативы на уровне нормативной базы. Есть три основные позиции. Это экспертиза в религиозных организациях, образовательных программ. Этих методов у нас религиозных культур. Такая экспертиза была на 15 году. Наша примерно правильная программа, она как раз вот, значит, базируется на вот этой результате этой экспертизы. Они тоже можно рассказать, там вот, и результаты я потом это отмечу. Дальше вот часть 6. Методическое обеспечение. Привлекаются религиозные организации. Здесь я отмечу, что это касается всего учебно-методического обеспечения. И подготовки педагогов, и учебных часов для школьников, и так далее. Здесь вот то, что мы рассматриваем сейчас как еще недостаточно сбалансированных религиозных организаций. У нас пока нет экспертизы в религиозных организациях учебников по вот этим вот программам. Речь это то самое содержание, фактически, которое накапливается автор пособий, этого пока нет. Касается Русской Православной Церкви, 5 основных учебников, которые в федеральном перечне есть, они все прошли экспертизу в церкви, в Синодальном экспертном совете, по инициативе издателей и авторов. Именно за них, как бы, Православная Церковь, этого из-за содержания. Есть один учебник, фактически, скажу так, неполноценный, 17 часов граф, по основам православной культуры, соответственно, как церковь, он есть в федеральном перечне, ну, значит, предпринимаются меры, чтобы его там как-то не было, но пока он есть, пока может формально использоваться. Хотя, как я сказал, он есть федеральная церковь.
И последняя, 12-я часть закона нашего федерального, который по желанию дает возможность педагогам проходить профессиональную аттестацию, а также образовательные организации, здесь имеются в виду те, которые в своей обязательной программе муниципально, например, глубоко изучают православие. Таких у нас организаций немного, около 10 в России, в нашем регионе их нет. А что касается педагогов, то здесь пока рассматриваем эту норму как недостаточную в той части, как мировой практики, когда учитель, преподающий религиозную культуру, может получать соответствующие санкции и религиозные организации. Но на данный момент это такие вопросы. Дальше я хотел обратить внимание на два документа, стратегии. Это не нормативный документ, но чем они нужны в связи с нашей... Впервые у нас после 1991 года здесь четко заявлены ценностные основы воспитания, то, о чем как раз говорили в нашей встрече. То есть речь идет о воспитании и личности, разделяющих традиционные ценности. Вот я на это хочу внимание обратить. Это стратегия национальной безопасности, которая была определена после стратегии воспитания, несмотря на то, что нет нормативных документов. Это ориентир для государственной политики, для развития, в том числе для государственной власти. А естественно, как видите в этих документах, так указано, что эта деятельность, это в сфере воспитания опирается на взаимодействие, поддержки, в том числе и традиционных религиозных общин, традиционных религиозных организаций. Дальше хочу обратить внимание, уже исходя в методической базе более конкретно. Это достаточно уже старый, но действующий материал другой. Но Министерство еще 2007 года по повышению органов управления образованием и ПАР. Также там поясняется, что такие соглашения могут заключаться с другими организациями. Я обращу на него внимание, потому что у нас до сих пор федеральный закон даже не содержит норм, которые, значит, были бы больше, так условно, для тех возможностей, как вот зафиксированы в этом письме. Это опять-таки нормативный документ, ориентир, и заключая соглашение в регионе, в спальном образовании, на него можно ориентироваться как на формат вот того взаимодействия, которое может осуществляться с религиозной организацией, преподавателей православной культуры в данном случае, других всех предприятиях, которые в сфере образования проводятся. Далее примерно основная образовательная программа. Посмотрите, коллеги, здесь у нас впервые, это действительно тоже впервые, после 1991 года четко зафиксировано, что образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями при проработке и реализации своей образовательной программы. Образовательная программа, ну здесь речь идет о программе духовно-нравственного воспитания, развития, она является частью образовательной программы. Вот, и это могут быть использованы различные формы взаимодействия. Ну, чтобы не задерживать, я не буду зачитывать, вы это видите, эти формы взаимодействия касаются реализации образовательных программ, и урочных, и школьных мероприятий, которые может осуществляться. Я подчеркну, что здесь упоминается управляющий совет. У нас все изучение религиозной культуры является добровольным. В этом процессе школа – это как бы у нас площадка взаимодействия всех институтов, в том числе религиозных организаций, которые работают в семье. Наша школа на пути, на выбор семьи. И поэтому здесь получается, что формат этого взаимодействия реально складывается, в том числе с учетом потребностей, которые есть в данной школе, в данном регионе, на такое взаимодействие. Поэтому вот эти примерные соглашения, конечно, реально, они отличаются в разных регионах по глубине и как бы своему содержанию этого взаимодействия. Вот небольшой был письмо министерства по на министерство создать координационный орган участия в общественных сферах организаций. Где-то нет. Вот, практика показывает, что это личит, которые могут и планировать мероприятия во взаимодействии епархии и решаться проблемы. Хотя бы один, собираясь вот,
это тоже актуально, и после иметь, если его нет, то складывается такая как бы пустота некоторая содержательного действия, которое может негативно влиять на нашу деятельность. Далее о регламенте, тоже письмо, когда представители организации участвуют в родительских собраниях, мы отвечаем, эти документы, они были, создавались в участии всех количества действующие на позиции Федеральной академии повышения квалификации, и как органа министерства. Вот, обсуждались эти все вопросы, согласовывались эти конфликты. Здесь школа обязана как бы уведомлять религиозные организации таких собраний, но там взаимодействие, если осуществляется, то школа принимает таких представителей, выразивших желание участвовать в собрании с представлением своих предметов, модулей, без вот представления учебника. И последнее письмо у нас по сроку фактически вот от января 2018 года. Здесь также касается нашей темы специальной развития взаимодействия с религиозными организациями. Здесь очень важная позиция из первого мандата, но суть ее в том, что здесь впервые у нас, пусть не в нормативном, но в методическом материале раскрыто содержание светского характера образования в государственной муниципальной школе. Что это такое? Относится ли это к содержанию, может включать религию, или это относится к условиям взаимодействия этих религиозных организаций и школы как правовых субъектов. Вот как вы видите, здесь это трактовка то есть так же, как взаимодействие субъектов и церкви не мешает и отделение организационных правовых полномочий и функций юридических субъектов, так и школам не мешает, и светский характер образования означает именно правовую независимость. Вот. Ну и естественно, действия церкви и школы направлены на именно реализацию программ образовательных программ. Вот в том, который связан с религиозной культурой. Это вот письме позиция взаимодействия считать действительно я могу сказать, понятно, это взаимодействие образовательных процессов, в том числе и школьные процессы, которые в школе связаны с этим, в конце еще пару слов об этом скажу. И главное, еще тоже, что на уровне государственных муниципальных организаций, осуществляющих мы говорим о взаимодействии с религиозными организациями по разработке и реализации программ готовки. Такое взаимодействие у нас осуществляется на федеральном, и мы говорим о том, что оно должно осуществляться и на региональном, и на муниципальном. То есть все программы подготовки педагогов, участников православных должны готовиться к взаимодействию с специалистами епархии, религиозной организации, как и других религиозных организаций. Вот. При этом достаточно внимательно, что учение такое, там, как говорится, уже посмотрите программу. Это должно быть конкретно участие специалистов в этих коллективах, соответствующей оплатой. Да, то есть это именно реальный. Далее предоставление обучения детям. Это еще будет вопрос, я на него отвечу. Не относится к образованию муниципальной школы. И указывание президента светскости, который характеризует вот тот аспект, который я сказал, что сохраняются такие установки о том, что светскость означает запрет на изучение религии государственной, так как она понимается в религиозных общинах, с участием соответственно, которая, как я подчеркнул, условно только решением одной цели – обеспечить идентичность содержания образования и соответствующих содержанию, которое транслируется. Это город традиции, соответствующих религиозных общин организаций. В интересах детей, в интересах СМИ. Вот. Но вот на этом как бы основная моя часть. Я реализация еще
буквально пару слов сказал, то есть по части учебно-методических материалов с церковной стороны ориентирует на то, чтобы епархии так участвовали в реализации ПК, чтобы епархии в регионе и какие материалы, касающиеся учебного ПК, предметов модуля, они не пускали без участия либо специалистов епархии. Это должно обеспечить их образование. И буквально по слову еще часть взаимодействия в части образования, в том числе вне школьных мероприятий. Вот это тоже вопрос такой возникает, разные нужно было слышать мнение. В принципе, речь идет о том, что учитель преподающего ПК может и взаимодействовать с представителем прихода, кто будет от церкви как бы на позицию заявлен. Вот, и методическая поддержка такая идет во многих регионах. В качестве примера вот такой вот системной организации упомянул в Москве Южный административный округ. Смотрите, вот если познакомиться, посмотрите таких передовых опытов выстроенной такой системы. Вот, и выходы и присутствие священника в школе. Значит, с одной стороны, конечно, любой школы в рамках СОПК мы рекомендуем, говорим, что, по крайней мере, 1-2 таких вот выхода на ближайших с посмотрением уже, допустим, церковь, устройств и так далее, по какой-то теме. 1-2 раза, вот один раз в ходе, это целесообразно включать в образовательную программу, конкретную рабочую программу ОПК. Неважно, по какому учебнику, курс идет его педагог. Но он, естественно, этот выход должен быть оформлен в соответствии со всеми нашими требованиями безопасности детей. Вот. С одной стороны, при таком выходе мы не должны, не можем, это будет логично, ОПК, скажем, привлекать детей и мотивировать их к выражению религиозной принадлежности. С другой стороны, не педагог, скажем, участник, которые проводят лекцию, участвуют в образовательной сети, он не может запрещать выражать свою религиозную принадлежность, но те формы, которые не мешают реализации этого урока, этой дискуссии, этой образовательной практики. Вот. Но, может быть, были еще какие-то вопросы, но вот там вот у меня еще вопрос, которым дали, скажем так, некорректно, я совершил трактовки нашего закона об образовании в части 27 статьи 12, посмотрите, да, этим завершим. Это мы сталкиваемся с некорректной трактовкой этой статьи. Это каким-то, может быть, не совсем точным юридически формулированием. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание политических партий без организации не допускается. Понятно, что не нужно, и это вредно, создавать в школах или в вузах, или в колледжах, двадцатки, учреждать общины православные или мусульманские. Но вот это вот добавление деятельности вносит в этой статьи вот такой противоречивый характер. Что считать деятельностью религиозной организации? Она нигде не зафиксирована четко деятельностью организации, представителей. И в данном случае возможно, насколько мне известно, у вас такие ситуации, так сказать, происходили, когда, значит, какое-то взаимодействие организации и органов управления образованием или школы, значит, оценивается как несоответствующее вот этой статье. Ну, коллеги, вы же понимаете, например, если это мероприятие проводится непременной политической организации, то в данном случае и трактовать таким образом, что любая деятельность, в том числе деятельность представителей организации, каких представителей, официальных помочь, или просто членов прихода, служитель, а с точки зрения политической партии, просто член партии. Ну, тогда мы, так сказать, входим в цур, тогда, условно говоря, директор школы
который член партии «Единая Россия», он не может выполнять свои обязанности, потому что как бы получается деятельность свою осуществлять. То есть вот все, о чем мы говорили, приводит к тому, что корректная трактовка этой статьи, конечно, не подразумевает никаких запретов взаимодействия. И как учебная деятельность, воспитательных мероприятий очень многие полезны, которые проводятся в том числе с участием «Единой России», и в партии иногда, и конфессии, они не могут никаким образом ограничиваться использованием этой нормы статьи. Коллеги, ну, наверное, я свое время выбрал уже. Да, поэтому... со временем уже у нас ничего. Игорь Витальевич, ну, спасибо вам за столь обстоятельный ответ и выступление по поводу регулирования государственно-церковного взаимодействия и партнерства в системе образования. Мы благодарны вам. Были небольшие помехи, но то, что вы нам предоставили вот такой обширный обзор всех законодательных документов, мы его, наверное, с вашего разрешения вывесим на сайте нашем, вот, с некоторыми комментариями, да, вот, которые прозвучали, и будем руководствоваться этим. Но я хочу сказать, что сегодня у нас прошло открытие наших чтений очень плодотворно, выступления были хорошие, и мы надеемся на то, что нас перестанут пугать прокуратурой наше управление образования, и мы все-таки начнем конструктивно взаимодействовать, а не осуществлять, как вы сказали, деятельность на базе образовательных организаций, да, а именно взаимодействовать на благо наших вот воспитанников и на благо развития отечественского образования. Мы очень вам благодарны, спасибо вам большое, и надеюсь, что мы еще с вами будем долго и также плодотворно сотрудничать. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, хороших вам дел еще в течение дня оставшихся. Да, всего доброго. Спасибо. Ну, я вот тоже здесь хотела сейчас такой комментарий некоторые привести, чтобы мы понимали, для чего вообще эта секция у нас появилась. Да? Ситуация заключается в том, что федеральный стандарт образования, он не исключает в данном случае взаимодействие всех субъектов воспитания. Даже там так и написано. Для того, чтобы достичь результата, который мы перед собой с вами ставим, да, одна школа, она уже не сможет этот результат достичь. Необходимо взаимодействие. Кого? Конечно же, прежде всего, это родители, семьи, но и всех участников, находящихся в социокультурном пространстве. О нашем социокультурном пространстве, если мы говорим с вами об идеале, который прописан в ФГОС, да, идеал какой у нас? Воспитание укорененного, значит, нашего воспитанника в наших традициях, нашей культуре. Откуда мы эти традиции и культуру можем взять? Носителем, да, постоянным таким, ну, можно сказать, вековыми десятилетиями, тысячелетиями, носителем этих ценностей, этой культуры всегда являлась православная церковь для нашего Отечества. И поэтому взаимодействие именно со священниками в образовательном пространстве, оно возможно, поскольку существует вот система таких вот законодательных документов, которые об этом как раз говорят. В тех условиях, да, в тех вариациях, которые возможны в образовательном процессе. Но мы сами знаем, например, есть такой пример в Воркуты, где наши священники имеют педагогическое образование, и директора с удовольствием идут с ними на взаимоотношения. Имеешь образование, имеешь курсы повышения квалификации, пожалуйста, преподавай предмет основы религиозной культуры советской язык. Никто не запрещает. Потому что он в этой ситуации является преподавателем, имеет педагогическое образование. А то, что он священник, ну, извините меня, вы тоже ведь можете быть, тоже носите много разных ролей, да, в своей жизни и много разных позиций. И естественно, что это осуществляется в рамках программы, которая законодательно, опять же, утверждена. И мы работаем по программе, по тем учебникам, которые прошли различные экспертизы и, опять же, рекомендованы для преподавания. Но если говорить о предметной области основы религиозной культуры светской этики, то вы знаете, что мы совместно с нашей Церковской епархией постоянно говорим о том, что самым таким приемлемым и самым удачным учебником для преподавания ОРКСы является «Основа православной культуры» в авторстве Ольги Леонидовны Янушкевичей со священником Дорофеевым и дальше там Васечка и так далее, ряд соавторов, которые этот учебник сделали. И сейчас идет уже у нас новая предметная область. Основа духовенства культуры народов России. Мы уже сейчас скоро в 7 классе должны будем его преподавать.
И вы знаете, идет подмена, у нас идет подмена тех предметов, которые внедряются в школу, потому что вот это неразбериха в связи с тем, что непонятно, какими учебниками пользоваться. Вот, например, недавно пришел к нам такой документ свидетельство просвещения. Там настоятельно рекомендуется, прям написано, больше нет таких учебников, только учебник Виноградовой просвещения имеет такую возможность преподавать эту предметную область ДНКНР. А вы загляните в этот учебник. Я не знаю, как там она прошла эту экспертизу, но когда в этом учебнике смесь разных культур, вы знаете, вот винегрет, да, и вот ребенок в 5 классе, он что это будет, этот винегрет, читать, как он может одновременно укорениться в традициях разных народов, разных, там, понимаете, там совершенно разные представлены народы, причем описывается не их ценностное основание, а их поведение. Зачем ребенку рассказывать о поведении, там, допустим, буддиста, там, значит, мусульманина, еврея? Зачем? Здесь важны вот в этой предметной области, как уже с вами говорила Ольга Владимировна, ценностные основания. Чтобы эти ценностные основания стали мотивом, руководством к поступкам, поведению, обретению смысла в жизни, формированию мировоззрения. А это уже другая область, она очень сложная. Поэтому такие вот легкие поверхностные учебники – это то пустая трата денег, она ничего, никакого результата не даст. И вот мы опять же рекомендуем, сейчас уже издано 5-6 класс учебников, которые опять же в этом соавторстве Ольги Леонидовны Янушкевичине, Дорофеева, Васечка там и так далее. Уже 5 класс, уже 6 класс есть эти учебники. Причем нужно отдать авторам должное. Ольга Леонидовна Янушкевичина является дважды доктором наук. Она доктор наук педагогических, и она доктор наук математических. И человек, который несет как раз традиционные мировоззренческие взгляды на воспитание детей. Поэтому, ну вот знаете, вот не пользоваться тем, что у нас есть, и начинать что-то там выдумывать, я думаю, что это вот просто нельзя делать. И сейчас мы переходим к следующему выступающему, который тоже с удовольствием, значит, выразил свое желание выступить перед нашей аудиторией, вот как на тему такого совместного взаимодействия всех сообществ. Это Литкова Ольга Владимировна, ну вы знаете, да, там читали в программе, какие у нее, значит, регалии, она представляет, себя представляет еще в Совете при президенте коалиционном по воспитанию. И, конечно же, она тоже, я думаю, будет полезна. Она нас тоже ждала вот, прямого включения, но так как она уже должна была туда в другое место ехать, она на всякий случай писала свое видео. И видео будет уже в более хорошем варианте. Мы послушаем сейчас. Да, можно тоже я прокомментирую. Действительно, она нас очень долго ждала на конференц-связи, но, к сожалению, время ей не позволяет. Я немножко раскрою ее выступление. В программе оно у нас заявлено как взаимодействие субъектов профилактики в условиях изменения законодательства. Кроме того, она в своем выступлении хотела бы предупредить и рассказать о тех проектах, которые влияют и могут повлиять на формирование подрастающего поколения, как это может отразиться на семье, конкретной определенной семье. Поэтому прошу. Здравствуйте, уважаемые участники чтения. Я расскажу о современных проектах в сфере семьи и детства и их влияние на воспитание подрастающего поколения. Есть ряд проектов, которые идут параллельно и параллельно внедряются. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на такой проект, как внедрение ювенальной системы. Он состоит в таком гипертрофированном виде защиты прав детей, либеральной защите прав детей. То есть у каждого человека должны быть права, и у ребенка тоже, естественно, и право на жизнь, и право на охрану здоровья, и на образование, и на человеческое достоинство и так далее. Но ювенальная юстиция ставит права детей во главу угла. Она устанавливает приоритет прав детей над правами взрослых. И в таком случае родители оказываются бесправными, учителя оказываются бесправными, и все, кто хотел бы каким-то образом повлиять, воспитать, в чем-то ограничить в силу возраста ребенка, он оказывается совершенно бессилен и бесправен. Вот, к примеру, на сегодняшний день проект федерального закона об основах системы профилактики семейно-бытового насилия, который разрабатывается в Государственной Думе под руководством депутата Оксаны Пушкиной.
Этот законопроект как раз устанавливает запрет родителям на какое-либо воспитание детей. Нельзя сделать замечание, нельзя отказать в карманных деньгах, нельзя лишить интернета, нельзя не пустить в дурную компанию. Все это противоправно, все это ведет к разрушению семьи, к отбиранию ребенка, все это ведет к ответственности родителей и ювенальным судом. Родители будут судиться, и родители будут нести не только уголовную, административную, но и материальную ответственность перед детьми и будут лишены любого права приближаться даже к своим детям. Ну вот такой законопроект, он сейчас разрабатывается, еще раз повторяю, Государственной Думой, он пока не внедрен. Такие попытки были много раз, но всякий раз родительская общественность его останавливала. И призываю вас подключиться к процессу сопротивления принятию данного законопроекта. А вот пока нет федерального закона, в регионах, тем не менее, ювенальная юстиция внедряется. Каким образом? Через методички, через западные методички, которые распространяются в органах опеки, в КДН, в других органах, которые защищают права детей в нашей стране. Они распространяются через определенные лоббистские структуры, эти органы ими снабжены вот по этим западным методичкам, они выявляют так называемое семейное неблагополучие. И в итоге у нас в стране, к сожалению, тоже отбирают детей и из-за бедности, когда не соблюдены там права детей на определенное содержание, и из-за нарушения прав детей в том числе. Я хочу обратить внимание в данном случае на Баренц-регион, договор между странами, которые входят в состав региона Баренцева моря. Это как раз русский север, Мурманская, Архангельская, Вологодская область, Тюмень и так далее. И западно-скандинавские страны, в которых, как известно, самая жестокая ювенальная юстиция. И тем не менее, эти западные страны считают себя вправе на основании этого договора либо приезжать к нам, обучать своей ювенальной юстиции и распространять эти их методические рекомендации, указания в нашем государстве, среди наших руководителей, наших органов, либо наши с удовольствием ездят в эти развитые, благополучные так называемые страны, и у них перенимают этот прекрасный западный опыт, как нужно работать с семьей. Ну и поддерживается вся эта деятельность с помощью фондов. На сегодняшний день в России два основных фонда, которые занимаются проплатой внедрения ювенальных технологий чиновникам. Это фонд защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и фонд защиты детей от жестокого обращения. Это вообще западный фонд, он был создан в Америке именно для того, чтобы внедрять ювенальную юстицию по всей стране, в частности в Российской Федерации. Такая организация USAID, которая в нашей стране запрещена. Так вот, это ее детище, и именно они сегодня проводят вот эту политику. Благодаря таким вещам вот ювенальная система России, хотя и не в полную меру, но все-таки действует. Как это сказывается на воспитании наших детей? Ну, давайте подумаем, кто вырастет из тех, кому нельзя сделать замечание, кого нельзя воспитывать фактически. Да, это будут дети, у которых главное это вседозволенность. Да, они привыкли ни в чем себе не отказывать. Это избалованные люди, да, не знающие никаких ограничений, да, и никого не уважающие. А это люди, не готовые к жизни, вот что самое главное. Они не состоялись как личности, они безответственны, инфантильны. Это первые суицидники на самом деле. Именно поэтому массово сейчас дети кончают жизнь самоубийством. Это основа, как бы, да, которая закладывается. Плюс и другие обстоятельства, но это главное. И это те дети, из которых появляются стрелки или какие-то дети, которые способны устраивать теракты в своих образовательных организациях, убивать своих сверстников только потому, что им либо девушка в любви отказала, либо кто-то их не принял. Они не привыкли, они не умеют.
жить, они не привыкли сталкиваться с трудностями. Поэтому они таким образом себя ведут. Это те дети, из которых делаются революции, потому что они не уважают никакую власть и готовы только защищать свои интересы. И они активно использовались в революции оранжевой на Украине. И сейчас очень активно в сети идет такая пропаганда среди наших российских детей, как раз настраивают их на участие в революции, в вооруженных столкновениях с властью. И давайте представим, что будет, если вот на таких детей в школе еще будет произведено еще одно влияние, это, допустим, половое просвещение. Это еще один проект, который сейчас внедряется, и внедрение которого очень и очень актуально. Сегодня вот-вот его уже введут массово в школах. Что мы получим? Мы получим геев, мы получим лесбиянок, мы получим извращенцев из таких детей, как на Западе. Именно так дети на Западе превратились вот в такие вот развращенные сообщества. Ну и то же самое, естественно, произойдет у нас. Нужно вспомнить, наверное, хорошую пословицу, что если ты хочешь победить врага, воспитай его детей. Что могут отстаивать такие дети? Свою страну или свои традиционные ценности? Или еще что-то, да, свой народ или какие-то нравственные идеалы? Ну, конечно, нет. Понятно, что это будут не дети, а это будет наказание своим родителям. Ну и еще одна очень важная тенденция, мне приходится говорить коротко, поэтому так вот тезисно, но тем не менее это нужно обязательно отметить, это наше образование. Мы уже пережили ЕГЭ, когда дети вместо того, чтобы рассуждать, думать, усваивать знания, натаскиваются на тесты. Их перегрузили совершенно ненужной им информацией, они заучивают абсолютно то, что им не нужно, и пересмотрели все программы, извратили сам процесс образования. Учителей превратили в кого? В обслуживающий персонал, который не может ребенку даже сделать замечание в классе, если ребенок ведет себя нагло, вопиюще или вообще срывает урок. Но это самые сегодня бесправные люди в школах, это учителя, и дети об этом прекрасно знают, их это еще больше растлевает. Ну а теперь у нас есть следующая угроза, которая на сегодня наиболее актуальна. Это вообще предложение отменить учителей, закрыть школы. Потому что они, вот сама система плохая, давайте мы ее вообще так и закроем. А образование будем проводить по интернету. Ну вот, что останется от школы? Ничего не останется от школы. Пока что это только проект, который внедряется в регионе. Но если мы откроем довольно известный в интернете гуляющий печальный проект, форсайт-проект «Детство 2030», либо форсайт-проект «Образование 2020», то мы увидим, что вопрос-то как раз стоит в закрытии всех образовательных организаций, в превращении учителей в неких тьюторов, которые могут по интернету детей направлять, какие задания там сделать, давать домашние задания. И все. Да еще и говорят, что и домашние задания надо отменить. Но в итоге от школы не будет. Мало того, в этих проектах прямо прописано, что цель вот этих проектов это как раз разрушение традиционной системы образования. Но у кого мы вырастем, если мы эти проекты вот сейчас пропустим полностью? Значит, это будут необразованные совершенно, невоспитанные, развращенные потребители. Да? И что ждет этих людей, этих наших детей? И что ждет в конечном итоге нашу страну? И что ждет нашу веру? И вообще какое будущее? Ну, я думаю, что это вымирание, такое же, как и вымирание сейчас происходит в Европе из заселения другими народами. И это, конечно, гнев Божий, кара Божия, по-другому быть просто не может.
У нас в ассоциации родительских комитетов и сообществ собрались люди, в основном православные люди, которые как раз противостоят этим проектам. Мы добились закрытия форсайт-проекта «Одесса-2030» в свое время, там, «Образование 2020», не допустили секс-просвета, боремся с ювеналкой. Но, как вы видите, все эти проекты опять и опять внедряются, но уже под другими предлогами, либо точечно, либо скрытно. Но буквально не прошло и 10 лет, как форсайт-проект «Детство 2030» уже практически внедрен. Если посмотреть на нашу систему образования и на многие другие вещи, осталось по этому проекту только чипирование. Там в конечном итоге говорится о том, что школа будет отменена, и интернет-обучение тоже, потому что чип будет вживляться в мозг, и вся необходимая информация для ребенка, она будет закачиваться ему прямо сразу на подкорку головного мозга. И, в общем-то, образование практически становится и ненужным. Но это вот последний фактически шаг, который остается сегодня до полного завершения форсайт-проекта 2030. И нужна постоянная борьба, наверное, все-таки именно нас, православных людей, тех людей, которые должны сказать «нет» вот этому разрушению наших традиционных духовно-нравственных ценностей, семейных ценностей. Поэтому я всех призываю глубоко задуматься над теми последствиями, которые мы можем получить в результате внедрения современных последних вот этих проектов в сфере семьи и детства, и присоединиться к нашему родительскому протесту против их внедрения. С Божьей помощью мы обязательно победим. Наш сайт arks.org.ru. Здравствуйте. Вот еще одна такая. Я расскажу о современных проектах в сфере семьи и детства и их влиянии на воспитание подрастающего поколения. Есть ряд проектов, которые идут параллельно и параллельно внедряются. Вот. С точки зрения как раз вот этих новых проектов, мы ведь не против реформирования образования. Вот мы как методисты, да, мы как учителя, но мы хотим в этих реформах увидеть золотую середину. И как раз вот тут должен быть определенный критерий. Вот критерий, вот, наверное, если скажешь, какой критерий должен быть любой, вот, так скажем, новая инновационная проектная деятельность. Какой это критерий? Вот слушаете все современные новшества, да, мы с вами должны, конечно, говорить о понятии свободы. Говорите, в чем заключается настоящая свобода? Потому что все, что сейчас делается в реформировании системы образования, это как раз проявление несвободы. И вы это видите. Если мы говорим, что воспитание ребенка на начальном этапе, как я вам говорил, да, есть ограничения, есть жесткий контроль, и формирование правильного понимания свободы, правильного выбора. Вот о чем здесь идет речь. Что критерий? Это правильный выбор между добром и злом, между светом и тьмой, между правдой и ложью. Вот это критерий любой программы. Научить ребенка делать правильный выбор. Вот в этих методиках, которые программа 2030 и так далее, ребенку не дается право выбора. И мы не можем его сформировать, потому что изначально за него уже думают те фонды, те организации, которые уже делают этот выбор за него, за ребенка, и он становится продуктом, то есть роботом. Фактически идет роботизация наших детей. Ну, даже роботизация, роботизация, ну, то есть вот такие понятия достаточно широкие. Поэтому, конечно, мы с вами должны очень внимательно, осторожно относиться. Там, где ущемляется право ребенка на свободу выбора между добром и злом, эта программа нам совершенно неприемлема. Потому что программа современная учит выбору зла. В основном, и об этом тоже и говорила очень хорошо Ольга Владимировна, прекрасно она говорила об этом. И это акцент, на которых как раз она и сделала, обратила наше внимание. Поэтому я думаю, что вот мы внимательно послушали сегодня председателя Родительской ассоциации России, Родительских комитетов России. Я его часто слышу тоже
в различных программах наших православных, на чтениях, она очень аргументированно излагает свою позицию, мы должны с ней согласиться. И вот любые попытки, знаете, такого тайного внедрения этих программ, вот мы завтра будем обсуждать, вот Светлана Анатольевна знает, насколько очень сложно бороться с учреждениями опеки и попечительства, контроля за семьей, как программа внедряется контроля за семьей, и как это трудно, и мы никак не можем доказать и показать, что, в общем-то, это нарушение элементарных прав человека, Но все преподносится совершенно по-другому, переворачивается, и в результате мы оказываемся заложниками вот этих новых программ, которые подкрепляются финансово. Поэтому вот еще раз, это тоже свое выступление председателя ассоциации родительских институтов, хочу сказать, что самое главное в вашем ребенке вы должны видеть, когда вы воспитываете ребенка своего лично, или же это ваш ученик, смотрите, умеет ли он делать выбор между добром и злом. Если ребенок понимает, что это такое, значит с ним все нормально, и он сможет спокойно в жизни потом правильно сориентироваться и не принять вот это внедряющееся в него зло. Он будет противостоять, просто делать добро. Вот это главный критерий. Мне кажется, мы на этом как раз вот акцент свободы от действия, наверное, вот это и есть воспитание наших детей. Вот, наверное, так. Спасибо. Ну и если говорить, опять же, о нашей теме, да, взаимодействие с общественными и религиозными организациями, наши коллеги подготовили интересные доклады. И вот я бы сейчас хотела вернуться уже к программе, но мы по программе так и шли, у нас с вами, хотя ну, так получилось, что мы затянули немножко, в связи с тем, что было очень интересное выступление. Вот у нас по программе шла Елена Николаевна Вале. К сожалению, от напряженных трудов мы столько трудов положили, чтобы вот эта конференция состоялась. Работали и день, и ночь, и нашим институтом образования, и даже наши коллеги, которые уже сейчас в декретном отпуске, вот Екатерина Михайловна, невзирая ни на что, она тоже тут, значит, до 9 вечера трудилась. И вот Елена Николаевна тоже заболела, вот так внезапно заболела, и ей доктора сказали, что вообще стараться спасти нельзя, у нее гипертонический криз. Итак, я предлагаю продолжить наше выступление. У нас здесь выступающих 3 человека осталось, так скажем, здоровых и активных. Да? Это Светлана Анатольевна Давыдова, вот мы еще слово доставим, можете занимать место, начинать уже готовиться. Потом у нас есть Юрова Светлана Валерьевна. Значит, тему вы видите, да? Тиранов Алексей Геннадьевич. Он мне звонил, вы знаете, мы с ним, наверное, раз 5 разговаривали. Он так хотел приехать. И в последний момент, когда начались такие вот погодные конверсии, он живет в Устыне, там надо переезжать рекой, вот, и он мне уже вчера позвонил последний раз, сказал, я так сожалею, я так хотел быть у вас. И вот его тоже сегодня нет. Так, и вот у нас есть с вами еще коллега из культуры, Сущакова Марина Владимировна. Вот эти 3 докладика мы с вами сейчас выслушаем. С вами еще предложить свои предложения в адрес нашей резолюции. Отца Филиппа, но если у нас будет время, то мы можем готовить. Да, очень хочется послушать его доклад. Да, очень хочется. Тамара Александровна, сколько у меня времени? Ну, давайте минут 7, да? Можно? Больше? 7. У меня только одна презентация, ролик будет идти на 15 минут, поэтому... Нет, нельзя. Не можем. 10 минут у нас вообще в секции выступлений. Вы покажите какую-то часть, может быть, середину там, или конец, как вот вы считаете, покажите. Хорошо. Тогда мы прокрутим тогда, да, и это. Вот. Ну, тогда я совсем буду коротко, потому что все-таки хочется показать-то именно то, чего мы добились именно вот в работе летней православной школы. Как пришла идея создания летней православной школы? Сразу хочу сказать, это не воскресная школа. Это одна из форм организации летнего отдыха детей. Причем детей, как правило, совершенно не воцерковленных, которые не ходят в воскресные школы, которые посещают обыкновенные наши среднеобщеобразовательные школы, но в связи с какими-то своими проблемами возникающими, может быть, не имеют возможности выехать
куда-то в лагерь, например, купить путевку. Была именно владыкой благословена такая идея, что создать, значит, на базе Свято-Стефановского кафедрального собора в воскресной школе такую вот летнюю православную школу. Сразу могу сказать, работа школы проходит только именно в июле месяц, то есть весь июль, целый месяц ребята посещают такую школу. Принцип набора детей самые элементарные, желающие. Очень большая востребованность, особенно после 4 лет вот работы школы, очень большая востребованность. Почему? Потому что по вот нашей работе родители видят действительно, как меняется, пусть за месяц, конечно, мы не можем изменить сознание ребенка, но за месяц меняется его отношение к жизни, прежде всего к своим одноклассникам, к своим родителям. Значит, программа. Что входит в программу? Во-первых, конечно, знакомство с православной культурой. Во-вторых, дети, начинается день, дети маленьким таким крестным ходом берут хоругви и идут вокруг Стефановского собора, как бы, так скажем, вот тоже им очень хочется быть как взрослыми, вот, совершают такой маленький крестный ход. Очень много экскурсий мы проводим именно по достопримечательностям города Сыктывкара, то есть смотрим, значит, известные имена, в честь которых названы наши улицы, памятники, вот, например, да, последний Куратову, Бабушкину были, смотрели, Виктор Савин, вот, и дети ходят на экскурсии. Значит, самое главное, у нас именно почему июль был выбран, потому что вы сами знаете, что заканчивается, когда учебная программа, да, заканчивается учеба, дети, естественно, кто-то идет на летние площадки, кто-то едет в лагерь, кто-то просто едет с родителями отдыхать куда-то, вот. И у нас получается так, что уезжают и творческие коллективы. Дело в том, что в июле проходят 3 больших православных праздника. Это День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии. Вот. Это День равнопостной княгини Ольги, День православной бабушки и День князя Владимира. Вот. Поэтому вот силами нашего, так скажем, детского коллектива мы можем участвовать вот в этих праздниках. Причем выезжаем мы не только где-то показываем у себя, но прежде всего это объекты социального назначения. То есть это дома ребенка, Тентюковский дом престарелых и различные организации, общества слепых, где дети могут свои знания, те, которые получают вот в этой летней православной школе, применить на деле. Но, естественно, каждая школа – это коллектив. Дети приходят разные, дети приходят агрессивные, дети приходят уставшие после учебного года, не умеют дружить, вот что сегодня уже несколько раз прозвучало, не умеют дружить. У них дружба как торгово-рыночное отношение. Я буду с тобой дружить, если что-то ты мне дашь. У них дружба, они не могут жертвовать ни своим, не готовы, не способны к самопожертвованию, они не готовы терпеть какие-то неудобства. И вот это всему мы должны детей, пусть за месяц, но мы должны их научить. Это самый главный приоритет вот работы школы. С детьми 3 раза в неделю беседует батюшка. Но могу сразу сказать, основная часть бесед это не обязательно, то есть там священник рассказывает иногда образы святых, например, про иконы рассказывает, да, про монашествующие дети задают вопросы, монастыри. Вот. Самое главное, здесь нужно беседовать с детьми. Почему? Дети не умеют общаться. Дети, даже мы учим детей общаться со своими родителями, привлекаем родителей вместе на различные концертные мероприятия. Читаем очень много, беседу. Самое главное, беседа. У меня была девочка одна, очень благополучная, хорошая семья. Привели ее так просто, вот, ну чисто случайно. Увидели, услышали, что такая школа есть. Ребенок, через неделю они должны были уезжать в лагерь. Ребенок ревмя ревел, схватился и сказал: Светлана Анатольевна, я вас больше никогда не увижу. Я говорю: я вообще не умирать не собираюсь. Вот. Почему? Оказалось то, что семья очень благополучная, хорошие родители, но девочке не совершенно внимания. Родился маленький ребенок, и она мне говорила, так, сказала: ну он же не стал говорить: Светлана Анатольевна, вы вот, намекнул, что вы такая старая, вот, говорит, вы такая взрослая, а почему вы так с нами разговариваете, вот так вот обо всем, то есть какие-то проблемы. Учим родителей общаться вместе с детьми. Вот это, пусть этот месяц, но ребенок должен почувствовать, что он тоже, ведь не каждый ребенок лидер.
Не каждый. В основном у меня 90% детей это середнячки, те, которые вот так или плывут по течению, или которые подвергаются очень сильному давлению и унижению со стороны одноклассников. Мы их, самое главное, учим чему? Тому, чтобы они должны понимать, что они имеют право на ошибку. Имеют. И что эти ошибки можно исправить. Имеют право действительно свободу выбора проявить. Умеют отвечать, чтобы они умели отвечать за этот выбор. Вот. Ну, прежде всего, конечно, я скажу, что школа, прежде всего, какие приоритеты ставит? Это все-таки оздоровление детей. Ни в коем случае не веселуха сплошная, что вот только мы прыгаем, с ними веселимся, развлекаем их. Нет, мы учим их думать. Как помните, сказала одна из героинь фильма, хотя бы самую малость. Проявлять себя как личность. Быть, вот свои знания и умения применять именно в социальном служении людям прежде всего, забывая при этом, может быть, о своих каких-то потребностях. Но я сразу понимаю, что психологическое взросление ребенка не позволяет сделать вот так, по щелчку пальца. Дети, особенно маленькие, они не понимают еще этого. То есть это целенаправленно, вот действительно, это система, та работа, которая должна вестись каждый год. Я вот тогда я не буду больше так, в основном я вам рассказала, вот, и я сейчас хотела буквально, чтобы мы посмотрели вот маленький кусочек из нашего этого. Меня очень поразило, у нас в этом году мы впервые замахнулись на такую грандиозную, мы поставили спектакль, музыкальную композицию к 17 июля, к дню расстрела царской семьи, это было столетие расстрела царской семьи. Посмотрите, обратите внимание на лица детей. Это дети, не посещающие воскресную школу. Обратите внимание на лица детей, насколько они прочувствовались, насколько у них эти знания, насколько им помогли стать человечнее. Вот. Пожалуйста. Нет, там, давайте я сейчас вам скажу. Ну вот нет, ближе уже вообще это где-то. Сейчас я... На них Анастасию великая княжна кричит, закрывает лицо рукой. Ты помолись на себя, Алекс. Сам к лицу сдает Юровский и зачитывает приговор. При последнем слове он выхватывает из кармана наган и в упор стреляет в государя. Царица и Ольга пытаются осенить себя крестным знаменем, но не успевают. По лежащим делают еще несколько выстрелов. Приносят носилки. Когда палачи кладут на них Анастасию, великая княжна кричит, закрывая лицо рукой. Она жива. Один из убийц докалывает ее штыком. Долго не умирает наследник, хотя в него попало много пуль. Он по-прежнему тихо стонет на своем стуле. Юровский подходит и выпускает в него в упор 3 пули из нагана. Мальчик медленно сползает на пол к отцам. Теперь все мертвы. Как раз показывающая расстрел царской семьи, детей это была потрясение. Они даже не знали вообще, что вот все время спрашивали, за что же можно было убить детей. Вот. И я хочу, чтобы пока мы это не будем смотреть, раз у нас немножко времени. Вы обратите внимание, вот мы в конце у нас был заключительный, когда дети уже заканчивалась школа, это был 28 июля, мы как раз показали спектакль о князе Владимире, вот, и посмотрите сейчас, насколько дети, вот у нас сейчас увидите большой сплоченный коллектив, там песня у нас заключительная идет, она буквально минутка. Вот, ну, посмотрите там, я не знаю. Да. Вот, если можно, погромче чуть-чуть. Подарите на память товарищу
Семья – это как гнездо. Рано или поздно птенцы, ну, в нашем случае дети, вылетят из этого гнезда. Ну идем, чего сидим-то? И у них как раз станет вот эта свобода выбора. Идти ли по трудной, но такой светлой дороге добра, или свернуть на легкую, но такую опасную для души дорогу бездуховности. По крайней мере, в своей семье я думаю, что все мои вот такие разные дети выберут все-таки первую, достаточно хорошую и добрую дорогу. Автор песни, а это, знаете, это мальские пельмени. Как набрать? Как набрать? И куда здесь? А куда флешечка вставляется? Я что-то в этом аппарате. А, да, все понятно. Спасибо. Что-то не обратила я внимания на эту выпуклость. Открыто диалоговое окно. Так. Показ. Но тема заявлена у меня достаточно широкая, взаимодействие разных типов образовательных организаций, но после разговора с Тамарой Александровной, да, и по заказу, получается, модератора данной конференции, темы я касаюсь более узкой. Вообще я являюсь заведующим Центра дистанционного обучения, но кроме того, как общественное, как церковное служение, я выполняю обязанности директора воскресной школы Свято-Преображенского прихода Эжвинского района города Сыктывкара. И поэтому мое выступление будет касаться опыта работы воскресной школы и библиотеки нашего прихода и взаимодействия их с образовательными учреждениями. В общем-то, понятно, что под приходом мы понимаем как раз это и клир, да, и миряне, которые объединены при храме. Ну и получается, что все-таки приход должен нести определенную знание, да, просвещать
И в соответствии с деятельностью, которую ведет приход, которую ведет воскресная школа, которую ведет библиотека нашего храма, всю вот эту деятельность можно объединить понятием просветительская деятельность. Да? И направления, которые в ней могут быть выделены, это информационно-образовательная и досуговая деятельность. И вот посмотрим, какие же примеры взаимодействия прихода воскресной школы, библиотеки, общеобразовательных учреждений, иных каких-то учреждений возможны. Ну, прежде всего, следует сказать, что наша и воскресная школа, и библиотека активно проводят занятия не только с детьми, которые воскресную школу посещают, но и с теми детьми, которые находятся и обучаются в разных общеобразовательных учреждениях нашего района. В частности, проходят занятия с элементами практической, игровой деятельности, на которые приглашаются и посещают как школы, так и во время летних площадок тоже те лагеря, которые при школах организуются. И, в общем-то, темы могут быть как раз выбраны в соответствии с тем временем, когда они приходят. Это на самом деле июнь месяц, и эти темы на выбор даются. В общем-то, активно такая деятельность шла, но в соответствии с тем, как ведет у нас сейчас, да, наше управление образования, в общем-то, последние года два она как-то подзатихла, очень шла активно. Да, боятся тоже, наверное. А вот года 3-4 назад, в общем-то, все школы Эжвинского района, они все проходили в июне, в июле через вот такие занятия. Но, однако, кроме того, одним из направлений деятельности, конечно же, идет взаимодействие с детскими домами. Хотя у нас произошла тоже на территории района некоторая реорганизация. Один детский дом закрыли, но, в общем-то, действуют другие. И все равно вот такая работа продолжается. Кроме того, в опыте нашей работы было взаимодействие с такой организацией, как, может быть, вы слышали, «Я патриот». И они тоже приходили на занятия к нам в воскресную школу. Кроме того, опять же, это как было, да, но, к сожалению, в этом учебном году у нас такого нет. Были занятия для дошкольных общеобразовательных учреждений, то есть детские садики, которые тоже целыми группами приходили на занятия, которые велись и на территории воскресной школы, и одновременно в музее имени Дьяконова, который находится около нас, но и в то же время он как бы не является вот именно церковным, да, учреждением. И здесь, в общем-то, вот такие занятия проводились, но проводились нашими педагогами воскресной школы. Кроме того, конечно же, проводятся различные творческие конкурсы, которые до сих пор проводятся и сейчас будет объявлено в честь Рождества, в которых участвуют, вот здесь вот активно продолжают участвовать и педагоги района, и, значит, ученики школ, и воспитанники детских садов, которые представляют различные творческие работы. Потому что здесь все-таки идет плюс в том, что учителя получают какой-то плюс к своему портфолио. Все-таки это, да, конкурс, и если победа или участие, то значит какой-то плюсик они могут поставить. Так что вот это взаимодействие, конечно же, продолжается. Кроме того, взаимодействие продолжается в рамках наших праздников, которые мы проводим на базе Шудлуна, и в которых активно участвует и музыкальная школа, и участвуют детские садики. И, в общем-то, это уже далеко переросло просто праздник воскресной школы. Очень часто где-то именно в афишах Шудлуна это звучит как православный фестиваль. И, в общем-то, даже несколько раз мы проводили этот православный фестиваль на базе Дома культуры Бумажника Эжвинского. И, в общем-то, будем надеяться, что в этом году тоже будет такая практика продолжена. Уже о времени договорились, Шудлун с удовольствием нас принимает, потому что, на самом деле, это такое большое мероприятие. Кроме того, маленькие мероприятия, которые тоже проводятся и в которые мы активно и участвуем, продолжаем и в течение этого года, это концерты воспитанников нашей воскресной школы для детского дома, для республиканской психиатрической больницы, потому что там есть тоже и детское отделение, и, в общем-то, активно мы это реализуем.
Кроме того, взаимодействие было с казачеством, но, к сожалению, это тоже тут личностный, может быть, какой-то фактор. Когда есть человек, который это ведет, идет взаимодействие. Но так как 2 года назад в руководстве там поменялось, кто занимался детскими направлениями, кто занимался воскресной школой, то постепенно в прошлом году как-то на убыль, в этом году вообще тишина полная. А так до этого, в общем-то, отряд казачата, он действовал, можно сказать, на базе даже нашей, но, может быть, да, это все может быть и изменится, и возродится, да, по новой. Кроме того, благотворительные различные ярмарки. Вот тоже недавно, буквально несколько дней назад, на страничке нашей воскресной школы появилось объявление о том, что благотворительная ярмарка в честь праздника, рождественская ярмарка, будет организована. И в чем особенность вот именно этого года? Вот эти благотворительные ярмарки стали организовываться вместе с проведением мастер-класса для детей. Вот это фотографии совсем свежие, этого лета, конец мая, август месяц. Мастер-класс организуется на территории прихода, то есть на улице. И, в общем-то, в них могут поучаствовать все те, кто рядышком, даже чуть ли не мимо проходил, посмотрели, а что там у вас происходит. И активно в этих мастер-классах творческого характера участвуют. Так что тут вот какие-то, что-то немножечко теряем, что-то приобретаем, новое и интересное. Кроме того, конечно же, это организация проведения различных творческих познавательных мероприятий. И здесь большую роль играет именно наша библиотека и Чевыкина Елена Александровна, которая этим активно занимается, потому что если бы не было ее, то, может быть, работы, конечно же, проходило меньше, в том числе и экскурсий по территории храмов нашего прихода и для школ и детских садов. Но, с одной стороны, здесь получается взаимодействие от нас, да, к общеобразовательным учреждениям, но, однако, и сама воскресная школа, она не может без взаимодействия, да, в том числе с какими-то другими епархиальными учреждениями, да, с другими воскресными школами, принимает участие в олимпиадах, которые проводит ПСГТУ. Кроме того, все-таки да, взаимодействие школы, хоть и в меньшем, да, объеме, чем было, но все-таки оно продолжается. Взаимодействие с музеями, в частности, это, конечно же, музей имени Дьяконова, который находится рядом, но это и национальный музей наш Республики Коми тоже. Республиканский центр экологического образования. Таким образом, получается, что вот это взаимодействие, оно ведет к тому, что все равно православное мировоззрение, оно формируется по капельке, да, что-то получается. Целенаправленность тоже характеризует это взаимодействие, доступность, ну и то, что многообразие различных потребностей и уровней религиозности. Был у нас, кстати, опыт тоже и организации лагеря на территории, и, как Светлана Анатольевна тоже говорила, что он у нас тоже был не для наших воспитанников воскресной школы, а для тех, кто по желанию. Но тоже пока вот последние 3 года эта практика у нас уже не проводится. Ну, тут связано и с организацией, потому что все равно должно быть определенное место, организация питания. Кстати, у вас кормят или не кормят? Да. Организуют, да? А вот мы что-то как-то с этим споткнулись и сошло на нет, к сожалению. Таким образом, характер взаимодействия носит личностный характер, да? Неформальный, волонтерский и добровольный. Да? Все-таки свобода – это то, что характеризует любую христианскую деятельность, да? И любого христианина. Ну что ж, вот такое небольшое выступление о взаимодействии воскресной школы я представила вашему вниманию. Спасибо. Вот мы видели очень интересный опыт взаимодействия воскресной школы с образовательными организациями, с культурными учреждениями, которые опять же идут, да, на благо наших детей. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Приглашаем Цицикольского Владимира. Куда слышно? А, вот сюда. Так, хорошо. А где у меня рождественское чтение? Даже не вижу. Вы видите, рождественское чтение не вижу.
вас. Да, просто рождественские чтения здесь. Вот наверху, вот наверху. Вот, да. Ага. Здравствуйте, дорогой отец Филипп, дорогие коллеги. Я хочу вам рассказать о опыте сотрудничества в нашей библиотеке с образовательными учреждениями, прежде всего с Русской Православной Церковью и с социальными учреждениями нашего города, нашей республики. Вообще важность соработничества это вообще стоит уже на государственном уровне. И когда впервые мы выиграли проект в конкурсе «Православная инициатива», и когда я слушала в Арзамасе о том, как работают вместе с Русской Православной Церковью культура, здравоохранение, образование, я поняла, что ничего одному не сделаешь. Поэтому Господь сказал, где двое-трое собрались во имя Мое, то я среди них. Поэтому, когда мы выиграли первый проект, Владыка благословил нам священника, Владыка благословил потом наш центр, духовно-просветительский центр для людей с ограниченными возможностями, которому официально будет в 2020 году 10 лет уже, но неофициально в следующий год уже 10 лет. Владыка присутствует на всех наших важных мероприятиях, когда мы приглашаем. Батюшка, которому благословил отца Алексея Муравского, он с нами работает все эти годы. У нас проходят встречи по субботам. По субботам встречи. Я хочу сказать, что у нас все больше и больше народу прибывает к нам. У нас и молодежь, и дети к нам приходят, и пожилые люди, и больные, и здоровые, все приходят к нам, потому что у нас интересно, у нас дух такой хороший. И я даже на работе говорю, представляете, насколько было проверок всяких, да, от Минфина, там, Минкультуры, все. И у нас даже нету предписаний каких-нибудь, даже говорят, вот что бы вам написать такое? Я говорю, потому что у нас молитва звучит. 2 раза в месяц у нас молебен под час звучит. И молятся больные люди. Поэтому у нас уже директор начала воцерковляться. Это вообще самый большой плюс нашего центра, что у нас директор уже идет к Богу. И она сейчас сидит на другой его секции, не уходит никуда, на все и везде бегает, и же принимает миссионеров-катехизаторов в библиотеке. То есть она совершенно поменялись наши люди. У нас многие воцерковились, многие приходили не крещеные, покрестились. У нас уже 3 пары повенчалось. Поэтому у нас такая работа идет, у нас интересно, потому что мы живем в этой общине, в которой должны, в принципе, жить все люди. И батюшка участник наших всех мероприятий, которые мы проводим, а на наши крупные мероприятия приходит до 100 человек. Поэтому в библиотеке мы не можем поместиться. И мы в детской центральной городской библиотеке. Поэтому мы с ними тоже сотрудничаем, потому что все крупные мероприятия проходят у нас там. Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями. А еще вот добавь, другие, к нам приходил и отец Филипп, но уже давно его не было. Потому что мы бы каждую субботу проводили, но у нас все хотят по субботу провести, и нас немножко задвигает. Но мы не выступаем, мы ждем, когда придет наше время, когда мы будем каждую субботу собираться. Я думаю, Господь все управит, как надо будет. Отца Владимира приглашали в прошлом году в рамках Дня православной книги. Как он поэт. Начались с его поэзии, вообще потом были вопросы вообще просто о поэзии, а потом уже его пасторскому служению пошли. Отец Александр Митрофанов, он окормляет радость мою, а это все читатели нашей библиотеки. Поэтому и он тоже на крупных мероприятиях наших присутствует. Ой, видишь? Так, что-то я так сделала. Как ты это сдвинула там? Назад стрелочку. А вот назад сверху стрелочку делайте? Не вижу. Вы специалист по технике. Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями. Школьники города приходят к нам на экскурсии. Вообще, 40-я школа приходит нам 2 раза в неделю. Мы проводим занятия. А школьникам мы проводим интерактивные экскурсии. Всем интересно, библиотека незрячих, мы говорим о этом. Когда провожу экскурсию, я говорю, нас Господь создал всех разными. Богатых, бедными, больных и здоровых. Почему? Чтобы богатые помогали бедным, здоровые помогали больным. А вообще, раньше на Руси этих людей, которые больны, называли убогими. Они у Бога на особом счету. Потому что Господь о них больше печется. Я хочу сказать, что наши инвалиды, которые верующие, они не боятся никаких трудностей, потому что они живут с Богом. И дети слушают это все. Поэтому, когда еще, если у нас
принимают участие в экскурсии, человек верующий, молодой человек, они вообще вокруг него обступают, все его расспрашивают, потому что они на самом деле живут радостно. Радостно те, кто живет с Богом. Но им интересно еще то, что мы окунаем их в мир незрячего человека. Мы говорим, что завяжите глаза, поживите вот это в темноте. Мы не можем, даже когда свет потухнет вечером, мы как без рук и без ног, ничего не видим. А они живут в такой темноте всю жизнь. Вот. Но у них есть что-то другое. Господь им дает другие таланты. У них хорошая чувствительность, у них прекрасный слух, у них у многих идеальный слух. Поэтому среди них много музыкантов, среди незрячих людей. Поэтому Господь все компенсирует. И когда у нас там есть человек просто неверующий, но он уже талантлив, по крайней мере, он нам печатает даже тексты православные. И у нас вот в храме Спасо-Преображенского есть незрячие поют, да, на клиросе, печатал он сам. Хотя он постоянно говорит: я атеист. Но печатает там акафисты по Брайлю и так далее. Вот, и он прекрасный музыкант, он играет на баяне. Поэтому детям интересно, как-то он не видит совершенно. Он играет. Я говорю, Господь все дает. Поэтому дети все по-другому воспринимают. И сотрудничаем, конечно, с Институтом развития образования. Ванда Цветановна к нам приводит педагогов по духовно-нравственному воспитанию. Бывает, по зрению мы проводим, сохранение зрения, занятия. Приводили детей. А то, что я здесь даже выступаю, это тоже говорит о нашем сотрудничестве. Детский лагерь «Горница», который в Выбе проходит каждый год, мы приезжаем с своими незрячими людьми, мы разные программы составляем, дети с удовольствием ждут уже нас. Мы интерактивные площадки делаем, наши они все артисты незрячие, они хорошо общаются, и поэтому потом уже даже расстаться не могут, воспитатели не могут их загнать, потому что им уже надо куда-то бежать, они хотят расстаться с нашими, потому что наши-то радостные, потому что они живут, они верующие. И все на мероприятии начинаем посещение храма с молитвы, а потом мы уже идем на свое занятие. А после занятия мы едем еще на источники, где они всегда просят их облить. Вот. Едем в социальные учреждения, вот в Максаковку. Никогда не езжу одна, редко когда. Ездим с нашей православной с молодежью, нашими незрячими, ездим со студентами университета. Они же такие артистичные. И представьте, как хорошо, когда молодой человек видит бабушку, дедушку немощную, вот такой. Когда мы еще ездим в интернаты с ними, вот я говорю, как важно соблюдающая 5-ю заповедь. И каждому, почему из многих бабушек и дедушек, которые в интернате находятся, например, в Тентюковском, да, у них у многих есть дети. Но Господь их поместил для чего-то. Вот. Задумайтесь, как бы не оказаться здесь. Вот когда мы даже с бабушками и дедушками общаемся, говорят, они там жалуются на своих детей, говорю, ну вы же сами их так воспитали. Вы сами их воспитали так. Вот, поэтому ни на кого обижаться не надо. Вы молитесь за них. Может все измениться. Вот. И когда молодежь общается, они жалеют этих бабушек, дедушек. Бабушки, дедушки ждут этих молодых. А когда наши выступают незрячие, так они вообще говорят, ой, бедные незрячие там. А наши незрячие, кто там в зале-то сидит? Спрашивают незрячие, да? Я говорю, такие-то, такие-то. Говорят, ой, вообще в коляске не шевелятся, не двигаются. Бедные, как им тяжело. Мы-то ладно не видим. А у них-то вот еще хуже, чем у нас. А те уже ждут. И потом все говорят, какую бы конфетку хочу бы гостить наших незрячих. Вот. И вот такие у нас проводят мероприятия. Приглашаем с библиотеки Татьяну Евгеньевну, она очень интересно проводит тоже мероприятия. Центр дополнительного образования Валентина Яковлевна проводит нам мастер-классы, вот всякие закладочки мы там делаем. Эти закладочки мы идем дарить те, кто лежачие, чтобы они в книжечки положили закладочки. То есть вот такое идет общение, взаимно обогащаешь друг друга. Психоаналитический интернат, но сейчас, к сожалению, у меня забрали эти занятия, когда мне 2-3 раза в году удается провести занятия, как я до 40-й школы провожу, что такое доброта, про Александра Невского, Николая Чудотворцева. Вот, они с удовольствием слушают. А это вот такие, они как дети. И они довольны всем. Психоаналитический интернат. Они радуются всему. Для них всегда все хорошо. У них никогда не бывает плохо. Вот надо даже у них поучиться, что они всегда радостные. Социальный центр это зовут. Мы ездим с обучающими семинарами по православной книге. Мы продвигаем православную книгу. Так как у нас, когда создался центр, мы создали библиотеку. Нам надо, как действие, мы предлагали, ездили, православие в доступных форматах для инвалидов. Вообще о православии, обзор книг проводим, открытые мероприятия, какие мы проводим на Дню православной книги, оставляем книги, на нас ругаются, говорят, никто эти книги читать не будут. Потом не возвращают и месяц, и 2, и 3, приезжают, говорят, следующий готовьте. Мы так думали, что люди читать не будут.
И все. И объездили мы, наверное, уже всю республику. У нас директор такой теперь двигатель. Она везде продвигает православную книгу. Когда у нее приходят одноклассники с проблемами, она ведет к уголку православной литературы. Вот что тебе здесь надо читать. Больше никакой литературы читать не надо. И потом вот библиотекарь удивляется, говорит, вы знаете, люди, которые начинают читать духовную православную литературу, начиная с художественной литературы, они не хотят читать другую. Говорю, потому что правильно, они поняли, в чем смысл жизни-то. Вот Кайгородок нас вообще постоянно приглашает. Кайгород куда только мы не ездили, в Гурьевку, Усть-Кулом. Усть-Кулом уже дальше пошел, в своих районах уголки православной литературы проводят. И вот постоянно они приезжайте с новинками. Какие новинки? Расскажите нам, привезите эти книги. То есть у нас вообще директор приходит, говорит, а что, у нас вообще книг нету, что ли, в библиотеке? Я говорю, почему есть? Ну, они в районе. Она говорит, ну, вот надо что-то делать. Я говорю, что это, радуйтесь, что у нас это востребованная литература. Ну, СГУ «Театр радость» я уже говорила, что мы проводим вместе совместные мероприятия, особенно к Дню слепых и вообще большие мероприятия. Потому что, я говорю, они у нас же читатели, радость моя, а университет, радость моя уже не может жить без студентов университета, студенты не могут жить уже без радости моей и уже без наших бабушек и дедушек, поэтому у нас вот идет вот такое единство. Наверное, не зря, поэтому мы сейчас с Марией Петровной и породнились. Вот это радость моя, которая участвует на всех наших крупных мероприятиях. А это вот буквально выездное мероприятие, мы ездили в Кайгородок 13 ноября, Международный день слепых. Театр «Радость моя» выступил, а потом у нас были интерактивные площадки. И самые лучшие площадки, это когда пытаются дети писать по Брайлю, им же интересно завязать глаза, и как слепой с тростью, как он ходит, как он двигается. И потом погодил у нас мальчик и говорит, слушайте, а как тяжело это? Я говорю, да, представляешь, какое-то, но он верит в Бога, он живет с Богом, поэтому он не унывает, ему всегда хорошо. Вот эта вот радость моя выступает. Это мы ездили, проводили фестиваль православной книги в Усть-Куломе. Тоже разные площадки у нас были. И пели песни Светланы Копыловой, Юлия Фахриева. Детки пели слова, Юлечка играла на гитаре. И потом проводили этот православный бал. Но дети, едва мы уговорили их. Они говорят, мы не один, мы все. Мы так уговаривали. Ну, мы вам сейчас сделаем причесочки. Все, прически сделали. Мы уговорили их остаться. Вы знаете, что потом они подходили и говорили, мы вас умоляем, приезжайте, не хотим мы эти дискотеки. Приезжайте, мы хотим только балы. Вы представляете, как хорошо здесь? Мне теперь даже, говорит, не хочется на дискотеку идти. Ну, пожалуйста, мы вас так просим, так просим. Мы сейчас написали проект, не знаю, поддержит нас конкурс «Православная инициатива», но мы все равно проведем еще там один балл. Вот. Поэтому так замечательно было. Представляете, и бабушки, и дедушки, и молодежь, и инвалиды Усть-Кулома прибежали. И все вместе танцевали, вот, и себя по-другому вел. А у меня было такое чувство, что я нахожусь в 19 веке. Все благородно, красиво. Вот. Ну, вот это вот наше мероприятие, когда мы итогом сфотографировались. В прошлом году проводили «Весну без границ» в Кировском парке со студентами колледжа культуры, с радостью моей, с университетом. Тоже разные площадки были, но не было так много народа, потому что было очень холодно. Но дети, которые с нами оставались и занимались, родители не могли их утащить, потому что у нас же есть книжки говорящие, у нас же говорящий карандаш. Как это интересно, да? Он тебе ты нажал, а он тебе все озвучит, что на странице книжки говорится. Вот. И акция «Белая трость». Вот вы видите, отец Александр Митрофанов в этом году шел. В прошлом году шли депутаты. И Валентина Васильевна Жиделева сказала, я шла с закрытыми глазами и поняла, как же тяжело жить незрячему человеку, особенно в нашем городе, когда тротуары не приспособлены, сплошные ямы, лужи, как это тяжело все идти. Но мы привлекаем внимание то, что как проблемам незрячего человека. На акции у нас принимают участие технологический лицей, педагогический колледж, колледж культуры, 14-я школа, принимают студенты университета. То есть у нас очень-очень много волонтеров, помощников, которые нам помогают. И вот позапрошлом году мы проводили в июне мероприятие, тоже получилось очень интересно. Спасибо за внимание. Вот такие наши сотрудничества, потому оно продолжается, потому что, чтобы люди не зачерствели душой, чтобы были милосердны, чтобы мы жили все с Богом. Когда каждый начнет с самого себя, когда будет настоящий христианин, то у нас все получится. Но получится только в соработничестве со всеми вместе. Спасибо. Всем доброго. Не только вот такой активист в плане продвижения каких-то православных ценностей в библиотеке, там, в сфере образования, она еще и очень хороший организатор.
плане организации поездки по православным святым местам. Вот в этом году я впервые, я еще не ездила, но впервые вот именно ездить я ездила по поездкам, но именно с моим Владимиром еще ни разу не ездила. Первый раз я поехала. И хочу вот всем посоветовать, что очень хороший организатор в плане того, что и поселитесь вы в хороших местах, и как вас будет хорошо. Потому что это вот всегда спрашивается, да? Ну и естественно, святыни, то, что мы увидели за 10 дней, это, знаете, как будто бы было месяц вот того, чтобы погружаться в эту культуру. А мы были на 100-летие убиения царской семьи, поэтому это было очень, так, ну, знаете, трогательно и очень впечатлительно. Мы прошли 2 крестных хода, было 100 тысяч народу в Екатеринбурге, все шли ногами в яму. Это вот, знаете, такое было чувство вообще. А второй крестный ход, он ночной, это уже на, значит, Лопаис, да, это место, где казнили наших последних, так скажем, царских князей. Все, это закончился, да, род Романов на этом закончился. Так вот, дорогие мои, я очень ценю то, что вот предложение ваше по поводу того, что вы выступить, но предлагаю это выступление перенести на следующее событие. Мы с ним сегодня уже это обсуждали. Дело в том, что вот я очень часто организую прямо на базе нашего института такие краткосрочные семинары. Они бывают 3-дневные, бывают и 2-дневные семинары с погружением в православную культуру, приглашением вот наших докторов богословия. Поэтому вот у нас сейчас, я думаю, это тематика вот как раз вот антропологического подхода к воспитанию, да, это вот доктор психологических наук Виктор Николаевич Слободчиков, он как раз основатель вот этого антропологического подхода. То есть смысл здесь в чем? В том, что как раз воспитание на абсолютных идеалах, а не на воспитание вот этих высших идеалов и общечеловеческих ценностей. Если вот мы будем с вами... Вечером. Не принести. Вашу если распечатать. Вашу лекцию. Нет, вашу лекцию в важном занятии можно взять почитать? Да, очень интересно. А вы знаете, вот вы, если вот я вернусь завтра уже, Ольга Евгеньевна Мышкевич, у нее есть монография как раз история духовного воспитания. Вот Ольга Евгеньевна Мышкевич. Можно еще раз фамилию, пожалуйста. Ольга Ильина Яnushкевич. Может, что-то есть в интернете? Яnushkevich. Вот тут я, знаете, я помогу дать, конечно, потому что там есть и у меня перечень литературы, то есть ссылки все есть. Вот моего доклада, он опубликован и на сайте Латвийской православной церкви тоже полностью. Я могу вам просто дать вот, и ссылочки, вы все посмотрите сами. Хорошо? Посмотрите, завтра принести. А вы следите за последними новостями. Я думаю, что мы такой семинар организуем с положением слушания вот таких докладов. Завтра у меня еще один доклад в Лесном институте. Да. Он немножко будет, конечно, другой, потому что там приоритеты проблемы семейного воспитания. Да, а это вот чисто такой вот реферативный доклад, очень интересный. И он выстроен очень понятно, достаточно с выводами. Я думаю, что это будет полезно вам. У нас уже половина ушла. А потом, знаете, что очень, я просто хочу сказать, что очень сейчас модно, вот сейчас